Ja. Okay. Ёб твою мать.
Так, все. Готовченко. Так, сейчас. Угу. Так. Ща подойду. Буквально несколько минут.
Я тут. Окей. Так. Всем привет, кто подошел, смотрит и все такое. Так, сегодня у нас второй день обучения. Я уже скидывал сейчас куратору свои работы практически. И нужно кое-что дополнить. Так. Вот тут нам нужно дописать еще. Короче, тут какая задача? Не меньше 10 тут написано, кажется. Так, ладно. Поиграем. Ну, в принципе... У меня уже есть текст. Просто копируем, ставим. И, возможно, что-то отредактируем. Так, давайте визуальную новеллу ставим. И вот тут мне не нравится вот это вот выравнивание по вертикали. А, вот. Так. Что у нас? Бесконечное лето добавил. Бесконечное лето. Короче, просто напечатаю, наверное. Так, доки-доки. Большого объема текста.
М. Так, зачастую персонажи... Привет, Ифрит. Здравствуй. Чё, как дела? Это так, наверное. Так, рогалики. Рогалики. Точнее. Ну, так и напишем. Так. Хотя не обязательно, что высокая сложность. Это... Сегодня на хорный концерт ходили. Там попа даже варежку раздевает. У нас мелкий в хоре выступает. Там прикольная песенка была от мелких про колядки. Не успел сначала снять, посередине уже не записывать. Ну чё, нормально. Главное, я вживую посмотрел на это.
Так. Так, еще какая игра была там? Бенников Исаак и... Вот... Арот, да. Да, тоже хороший рогалик. Так, это у нас раз, два, три, 5. Господи, как много их. Ну, кстати, много расписал, по идее. Так, шутер от первого лица. Ну и скажем, ну немного разные, пускай будет Doom. Что это такое? Fallout 3. И... ну, скажем, Blood West. Объяснить, я думаю, не стоит. РПГ. Так, Dungeons Dragons. Манчкин, в принципе, подходит, да? Хотя или он больше как рогалик, наверное. Манчкин. Так, Dungeons Dragons, Mass Effect и, ну, скажем, Baldur's Gate. Так.
Нет, это даже. Принимать решения, вести диалоги с другими персонажами. Из Симби вести. Так. Что еще? Ну, платформеры, да, наверное, стоит. Целеста. И что еще? И, наверное, чтобы еще поставить в пример. Давай Jump King поставим.
Ну, прыжки по платформам просто написать, что ли? Прыжки по платформам. Скажем так. Так, дальше. Стратегии. Давай тут изъебнемся. Шахматы добавим. Шахматы. Привод от игрока понимания. Вот так вот. Так, сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Он как раз 10-й вот тут. Окей. Приключенческая игра, битэмапы. Да, битэмап добавлю.
которые могут знать Мабарба. Сочиняем. Ну, не то, что сочиняем, а как понимаю, пишу. Ну и да, сочиняем то, как мы провели лето, так сказать. Зачастую герой выступает один против целой толпы врагов, с которыми он ведет бой. Какие темы? Это, ну, он, получается, пока что проверил только мою первую практическую работу, ко второй, которую мы вчера делали, он еще не подошел. Я тут, ну, просто дописываю кое-какие вещи. Мы дальше начнем делать, мы пойдем дальше. Но я думаю, что тут мы сейчас все быстренько распишем. И окей. Вот тут дальше мне вот тут стоит написать, что понравилось, что не понравилось в данных играх. Тут по Мегамену, игра в Мафию, к примеру, и Страйкбол. Куратор требовал того, чтобы я писал не только в виде игры, да, но еще и вообще игры, какие есть. То есть игра в салки, там карточные игры, там настольные и там прочее, так далее, так далее, так далее. Ну и там я расписал много чего, в принципе.
Так. Талки, да. Все, вот это вот расписали, 10 видов игр написали. Типа видеоигры, бег на время, текстовые игры, визуальная новелла, рогалики, шутер от первого лица, либо игры, платформеры, стратегии, битэмапы. 10 игр есть. Дальше у нас Mega Man Legends. Понравилось. Угу. Так, дальше. Блин. Так, сейчас. Так, танковые. Так, окей. Угу. Так. Игра в мобилу. У меня было 2 задания, описание игр, которые я выбрал, и не обязательно придумать идею своей будущей игры. Не, ну мне все равно, ну не знаю, норм. Мне, кстати, интересно, что там у тебя вообще было расписано по тем играм, которые тебе попросили сделать. Там по нарративу. Любопытная штука. Возможно, мне тоже будет нарратив. Кто его знает, какие там темы еще будут впереди. Посмотрим. Но у меня типа геймдизайн полный курсом был написан. Здорово, Маша. Привет.
Привет, енот. Да. Если я не говорил привет. Так, не понравилось, что я делаю. Ну как просто починил такую херню. Так, что там? Духота тут оказывается. Я в Кенше лучше страдать буду. Ну, не сказал бы, что духота. Ну, не знаю, что тут душно. Так, короче, Portal. Обязательно играйте с контролем. Тебе еще говорят, во что играть конкретно. Плюс любая другая игра Telltale, Remains Edit Finch, Witcher, Inside. Ебать, тебя там загрузили. Не, ну нахуй Witcher еще раз проходить, типа. Но вот из всего этого я играл... Точнее, я не играл, будет проще сказать. Вот «Братья. История про двух сыновей». И... Все остальное играл. Хорошие игры, конечно. По нарративу, да, там от тебя требуешь расписать их как-то. Какой опыт получил и так далее. Ведьмак, ну, ты его вдоль поперек знаешь. Вот ты... Я думаю, мало кто играл «Братьев. История двух сыновей». Просто рекомендовано. Ну, типа, для расширения кругозора, так сказать. Понял. Ну, интересно. Так, что там еще? Оп. Так, сейчас. О. А это показывать можно? Тут скоро ремастер должен выйти про них. У тебя есть братья. Ну, хвалили, кстати, очень много этих братьев. Типа, крутая игра. Можно, да? Хорошо. Так, сейчас я... Walking Dead плаги. В случае игры Walking Dead мы можем наблюдать эмергентный сторителлинг. Это как эмергентный? В случае игры Plague Tale идет встроенный сторителлинг. Эмергентный сторителлинг — это в котором... Короче, я так понимаю, понятие эмергентный сторителлинг, если это Walking Dead от Telltale, это типа история, на которую типа игрок может сильно повлиять или что-то в этом роде, да? Ну, получается. Аргументация. В случае игры Walking Dead, так как действие выбора игрока начинает создаваться его уникальная история. В первом сезоне, играя за Ли, игрок может самостоятельно выбрать, кому он предпочитает больше всего дать ограниченное количество еды. Это типа Skyrim или Ведьмака, игрок сам выбирает, как ему проходить. Понял.
care, we can all see the truth. But there's one thing I have to say, don't worry about yesterday. Hey, this is my time. Yes, I'll be your man. You better understand. Cause I promise that my love you can't forget. All my time I want to share with you. Yes. Your hands in the air, give it up now. If you like what you feel, give it up now. Now scream, give it up, give it up. All the people in the house, give it up now. Blow your hands in the air, give it up now. If you like what you feel, give it up now. Now scream, give it up, give it up. Now this is a party that I just want quick. So shake your body to the perfect beat. I don't want to stop till I see you satisfied. So when you hear my voice on the mic, shake it to the beat and let your body be free. Shake it to the beat and let your body be free. So shake your body to the perfect beat. Shake your body to the perfect beat. Yes. Don't care, we can all see the truth. But there's one thing I have to say, don't worry about yesterday. Hey, this is my time. Yes, I'll be your man. You better understand. Cause I promise that my love you can't forget. All my time I want to share with you. Yes. Так, разраб дает инструмент. Игрок сам прокладывает для себя путь как и к цели. Ага, понял. Проходя эту игру, я получил яркий эмоции, восторг, переживания, грусть, даже в финале просто готово приписаться. Так, еду. И от этого будет зависеть отношение к основным игроку. Можно взять, к примеру, выбор
Если первый сезон играет за Ли, оставить игроку или уехать на фургон без него или взять с собой, в зависимости от выбора, игрок будет менять... в выбор игрока будет меняться диалог с Ли уже в четвертом сезоне, где Ли будет комментировать действия игрока с первого сезона. А в случае игры Black Tail разработчик дает точную задачу, которую игрок должен вести. Так, если взять в пример первую часть игры, нам будет дана строгая задача дойти до лаборатории матери главной героини, чтобы Лука смог изготовить лекарство. Иного пути нет, игрок след точно указанного пути, сделанный разработчиком. Понял. Описание опыта нарратива. Не обошлось без чего. Так, в финале четвертого сезона я обдумывал весь этот путь, который я проделал с первого сезона, все эти выборы, которые я делал и которые меня привели к финалу. Проходя Plague Tale, я ощущал напряжение за персонажей, проходя через толпы голодных крыс с горячей палкой в руках. Я прижался, когда палочка потухнет, прежде чем смогу дойти до безопасного места. Герой станет обедом для толпы крыс, от которых защищает огонь по той самой палке. Переживание того, что меня заметит солдат, который хочет меня убить. Я отрываю взгляд от солдата, проходил из одного укрытия в другое, надеюсь, что солдат или стражник меня не заметит. Такими вещи надо писать, да? Так, идеи будущей игры. Так, у меня была идея сделать продолжение игры Overlord, именно продолжение истории главного протагониста первой части. Как мы можем помнить истинную концовку первой части, протагонист побеждает бога в бездне, после чего бездна начинает рушиться, из-за чего сломался портал на поверхности, протагонист навсегда остался в бездне. Моя идея состоялась в том, что как наш протагонист начинает выбираться из бездны, найдя в бездне забытый храм, который служит порталом в другие миры. Я хотел взять концепцию из игры God of War, где нам нужно искать камни для открытия миров, которые игрок может посещать. Overlord также игрок найдет в бездне кристалл, который откроет портал в другой мир, где игрок будет заниматься новыми. Персонажам решать головоломки и своими прихвостнями крушить толпу врагов. В конце концов, пройдя через множество миров, игрок найдет тот самый кристалл, который отправит его на поверхность, где его встретят руины того, чего он когда-то построил, и тех, кто оставил эти руины. Намек на возвращение зла и еще одно продолжение игры. Окей. Понял. Так. Я лайк поставлю в Steam. Пока перезапуск серии Overlord. Ну да, это было прикольно. Я представил себе просто такую игру, но она, мне кажется, возможно, покажется слишком объемной и потребует дохуя работы. Но если, типа, создать игру, которая, знаешь... Не, ну, типа, знаешь, о чем Марафланыч был? И, по сути, практически гениально это было бы. Это как с Нир Автоматой. Чтобы пройти Нир Автомату, нужно пройти эту сраную игру, знаешь, сколько раз? 3 раза, блядь.
Я охуел с этого прикола. Я типа первый раз прохожу, и они такие, не, нихуя ты не прошел. Давай новую игру запускай. И она там начинается совершенно по-другому, типа за другого персонажа и там прочее и так далее. Ну и просто я подумал, если в твоей игре она также будет делиться на 3 акта, или на 2, по крайней мере. В первой там идет тот же самый Overlord, грубо говоря. Ты строишь типа ну, туда-сюда, но немного по-другому все будет и так далее, там прочее. Он в конце сразится также с этим богом бездны и останется там во втором акте, когда ты начнешь новую игру. Ты просто будешь в этой бездне без нихуя, и также будешь выбираться оттуда, вот как ты расписал, все будет. И в третьем акте будет практически все то же самое, что в первом, но существенно большими отличиями в том, что будет какой-то существенный, какой-то такой, знаешь, ну, новый, типа, главный злодей, там, прочее. Ты узнаешь, кто разъебал всю твою империю, там, какой-то герой, там, прочее, там, и так далее. Ну, там, все может быть прикольно. Шалопай. Не, ну вот этот геймдизайнер, который делал Nier Automata, ну, это прикольный чувак, на самом деле. Но он просто как-то... Ну, не знаю. Он, мне кажется, уже больше подобной игры не сделает. Идей много, да. Но вообще, вот сделать целостную историю, как по мне, намного удачнее, чем лепиться какую-то уже существующую историю. Понимаешь, о чем я? Чтобы игрок получил полноценный опыт прохождения пути и так далее. Ну, это, по сути, знаешь, как... Вот как в RDR 2, грубо говоря. RDR 2, он же как? Все же поначалу расстраивались из-за того, что там не Джон Марстон будет. И все такие, типа, кто такой Артур Морган, нахуй? А ебать-то это чё потом? Блин. Все плакали, нахуй, в конце. Ебать, Артур Морган. Величайший, нахуй, персонаж игровой. Ну и, конечно, очень хорошо потом все вяжется с историей первой части. Взять механику God of War, что-то здорово ебалай. Это такое же, что в сеттинге слэшера, наверное. Ну, вообще смена жанра по ходу игры, это тоже вообще неплохо на самом деле. Если ты поначалу, типа в первом акте, допустим, бегаешь чисто как Overlord, который, ну, по сути, не такой всесильный и не такой уже God of War, и вся его сила, по сути, в миньонах. Чизард Интернет, спасибо за 300 рублей. Вау. Привет, Саша. Здравствуй. Большое спасибо, Близзард.
Вы из компании Blizzard? Хотелось бы, чтобы вы сделали игру. Redemption суть такова. Можно играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. Можно грабить караваны. Ну, караваны это, конечно, очень хорошо. Ну, блин, Blizzard, получается, прям не это... Не такая уж и контора оптимистов, так сказать. Все, в принципе, окей. Рабочую тетрадь мы кончили. Напишем нашему куратору, что мы сделали. Я сделал. Сейчас напишу. Давно я не заходил к тебе. Ну, это нормально. Третий акт, наращиваешь свои силы, собираешь армию. Ну, типа, да, и... Ну и получается, от твоих действий будет зависеть концовка вообще всей игры. Ну, сделал ли ты так, что твоя империя будет процветать в том или ином настроении, то есть типа как зло или как добро? Исключил ли ты все вот эти вот какие-то вот штуки, которые могут снова разъебать твою империю и так далее, и так далее, и так далее. Ну там, например, тот же момент с романом с той или иной бабой, там, ну, выбираешь, да, себе, какую девушку ты себе, ну, заведешь в жены, да, будет зависеть от, ну, то, какая у тебя империя, там, в последующем будут, какие там наследники будут, там, прочее, чтобы не было повторений судьбы второго оверлорда, когда, по сути, наследники Темного Лорда были все уебанами, кроме мелкого главного героя. Ну, типа, знаешь, они все хотели власти и пытались как-то просто, ну, империю прихапать к себе и так далее, и так далее, и так далее. Короче, там бы ты делал множество прикольных вот таких вот разных решений, которые влияли бы на конечный исход твоей истории, типа, знаешь. Можно сделать с предыдущих актов. Ну, типа, да, но в принципе я тебе идеи накидал. Это, ну, я думаю, так это было бы намного охуеннее, чем просто продолжение уже какой-то существующей истории. Ну и, соответственно, просто... Ну, просто хочу тебя подтолкнуть именно к целостности вот какой-то. Пускай это, ну, идейным вдохновителем будет Оверлорд, но сама игра будет просто чуть-чуть по-другому. Ну, именно как главный герой там какой-то другой будет. Дизайном чуть иначе, там прочее. Может, название будет другое, конечно же. Ну, типа, вот такая штука. Что еще? Насчет игры Blizzard 3D Action суть такова. Лесные эльфы. Можно играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. Не знаю даже. 3D Action. Ну вообще, я, кстати, удивлен, какого черта тупые Blizzard не могут... Извини, Blizzard, я... Не про тебя, Blizzard, а про другой Blizzard. Почему они не могут просто взять и реально сделать 3D игру с конкретной какой-то историей про какого-то определенного персонажа? Ну, серьезно. Почему бы и нет? Или, ну, спин-офф какой-нибудь, неважно. Ну, главное, чтобы это все происходило в одной из тех вселенных. Меня удивляет, почему они отменили Ghost по StarCraft, где мы играем за Керриган. Это была крутая идея. Очень много проектов они, кстати, заморозили или просто закрыли нахрен. Очень печально. Так, привет, Пилигрим. Привет, пришел картридж от Sega, прошел первую часть Дельфина Эко, коротковатая.
и была более детская. Ну, я на самом деле насчет эко... Ну, такое, блин. Ну, лично для меня, просто лично для меня, Дельфин Эко, блин, безумно скучная игра же какая-то. Ну, она, конечно, кажется такой поначалу, там ее стоит пройти до конца, ну, потом окажется, что это, типа, все намного, там, сложнее, чем кажется, там вообще долбаные пришельцы прилетели и всех дельфинов похитили и там прочее и так далее. Игра на расслабоне в свое время дефицитная была. Ну... Ну да. Ну я больше, правда, любитель Дэнди. Сегу я играл, все такое, но просто объективно, имея Дэнди, ты мог поиграть куда больше хороших игр, чем на Сеге. Потому что не то чтобы на Сеге было мало хороших игр, она была, сука, дорогой, во-первых. Игры там приходили мало игр было на Сеге. А на Дэнди было дохера, в принципе. Там можно было натыкаться каждый раз на какую-то новую игру. Это было прикольно. Ты играл за младшего ебала, когда старший брат и сестра воевали друг с другом, землю, ты в итоге становишься темным владыкой и нагинаешь брата и сестру. Dark Legend. На словах, конечно же, все красиво, только реализация все лишь сценарист. Вторая часть сложная, третья еще сложнее. А у меня Сеги не было, я всегда завидовал белой завистью передачи Дэнди «Новая реальность». У меня Дэнди была и есть и сейчас. Ничего себе. Ну... Супонев. Привет, Флимбли. Ну, он мог всякие разные вещи, конечно, говорить. Не знаю. Ну, вообще, да. Типа, вот, Дэнди «Новая реальность», там... Ну, это же, по сути, была передача как магазин на диване. Он просто продавал игры, грубо говоря. Он практически ни одну игру не затирал. Он говорил, все игры хорошие практически. Когда появлялся какой-то новый продукт, типа Сеги, он начал хуесосить Дэнди за его 8-битность, к примеру. А потом еще дальше, когда вот там что-то еще появится, он тоже бы хуесосил Сегу за то, что он 16-битный, а там вообще 3D типа. Так что такой. Ну тогда ты, конечно, этого особо не знаешь. Привет, Филимли, здравствуй. Я помладше, у меня никогда не было Дэнди и Сеги. Самое раннее я в начале нулевых уже играл в PS1, когда уж с PS2 был. Ну, прикольно. Но он делал наше детство, хоть и ненавидел компьютерные игры. Фирма Стиплер была. Да, но он такой, блин, чисто коммерсант. Так. Малик. Отправили. Так, ну чё, let's go. Новые горизонты осваивать. Так. Узлы игров. Так, определяем сеттинг. Сеттинг! Вот это интересная тема. Так, окей. Третий модуль пошел. Способность абстрагироваться от принятых в обществе моральных норм при разработке увлекательных игровых механик. Способность интерпретировать общественные нормы, а не отрицать. Задача модуля — узнать, как игры нарушают общественную мораль и почему не привлекают игроков. Узнать, как использование механик в разных жанрах обогащает игровой опыт. Также
Навыки, которые помогают достичь способность абстрагироваться от принятых обществом моральных норм при разработке увлекательных игровых механик. Вообще изи, блядь. Способность интерпретировать общественные нормы, а не отрицать их. Ну тоже, да, нормально. Бонусы для участников. Страницы бонусов. Надеемся, что прохождение курсов направления игры приносит вам радость, чтобы оно было еще более комфортным, договориться с партнерами в более выгодных условиях тарифов. Неинтересно. Снова уроки геймдизайна. Ну да, почему бы и нет? Ну, правда, очень интересно. Мне очень быстро ответил куратор, поэтому дальше продолжаю. Нифига, много времени прошло, как будто бы. Он тут уже немного оброс. Так, я 2 года назад купил и Сегу, и Денди. Новодел, но нашел, чтобы корпусы были как 90-е. Я вот сейчас купил картриджи, тоже новодельные, и игры на русском. Стиплер те еще куркули. Многие коробки были говном. Но чипы и памяти тоже были маленькие. Ну да. Не, ну я тоже, конечно, типа... Я думаю, в один момент всегда все вот люди, которые вот, в 90-х и начало нулевых, у которых были старые консоли, типа Dendy, Sega, ну или PlayStation 1, 2, они по-любому заглядываются на те или иные типа ретро-консоли новодельные, которые типа там включают 500, там 1000 игр и там прочее, с этими HDMI входами там прочее, и я не исключение, покупал подобные штуки. Ну и оно, скажем, было... Оно есть у меня, но оно слабое, пипец какое, не очень хорошее. Так. Добрый день. Мы Здорово. продолжаем с вами учиться делать игры. В прошлый раз мы поговорили о том, что... Привет, Ветерок. Здравствуй. Так. Так, сейчас. Что такое тема, почему в теме должна заключаться проблема. Да, они ничего не отличаются. Дэнди в ДНС купил, Сегу тоже купил в магазине. У меня был PS1 в детстве, но его родили, потом отдали другому родственнику. На Ведроид есть приложение с Дэнди играми. Не, ну, на ПК, конечно, можно изи эмулировать, там прочее, но просто, ну, как-то на телеке с джойстиком играть прикольно. Я PS3 свой продавал, по-моему. Жалею об этом. Это штрих. Он вот так стирает. Вот. Видишь? А так это. Да? Здесь это. Хочешь взять-то? Угу. Тебе бери. Только не морай стены, ничего там нет. Только сам пользуйся. Так. Кроме Тетрис, ни во что старое не могу играть. Кошмар. Раньше Sega у нас стояла 320. Заработок средний был. Ну, такой, да. Не, он реально Sega, блин, конченая. Консоль была очень дорогая. Безумно дорогая. Да, Дэнди, она подешевле была. Тетрис прям любил, был китайский геймбой, прошел игру. Ну, Тетрис, конечно, хорошая тема, я играл. Не, ну потом, когда, ёпта, Дэнди появился и так далее, ну, просто, конечно, совершенно другой уровень. В это хочется играть.
Причем играть много. Игры ж там много-много-много. Мне, помню, понравился очень безумно убойный футбол был. Так, не Кетсу футбол, что-то там, как-то он там назывался, классный. Недавно 13-летний пацан вроде крашнул Тетрис. А, да. Он прошел игру, прикинь. Он прошел, сука, Тетрис. Вообще. Ну, по сути, реально прошел. Легендарный чел. Потом еще застыдили ведущую новостей. Та, блядь, сказала нахуй, иди выйди на улицу, траву потрогай, блядь. Просто. Ну, ёпта, парню 13 лет, господи. Ладно, если, ну, я бы понял еще, типа, там, не знаю, про 30-летнего, там, такое сказала бы. Все реально физически, конечно, прикольно. Я понимаю стремление некоторых воспроизвести ту же графику, что было тогда, но мне теперь PS1 на эмуляторе больше нравится. Да, эмуляторы сейчас очень хорошие. Это вообще, ну, нельзя ни в коем случае отрицать. Типа там и в разрешении нужном тебе все выйдет, и графика будет хорошая, правда. Ну, опыт намного лучше, чем в старом. Только вот пытаться достичь старого, вот это вот, типа, старой картинки, которая была у тебя в детстве, это, по сути, невыполнимая задача. По одной лишь простой причине, что у тебя, ну, в памяти, сука, все искажено, нахуй. Ты, ну, и в большинстве своих случаев все слишком идеализируешь в своей голове. Ну, приятные воспоминания. Поэтому там совершенно все как-то иначе. Так. У меня симули Сеги, Рендендеры, Ромы, все это на телеке. Дополнительный азарт, ничем эмуль. Так, ладно, давайте. Поговорили о том, что проблема – это сердце игровой машины, что эта проблема создает для игрока препятствия и бросает вызов его чувствам, его уму, его навыкам. А сегодня речь пойдет о том, в каких, собственно, обстоятельствах эта проблема, эти действия будут реализовываться. И переходим мы к такой приятной для многих, желанной, интересной теме, как сеттинг. Игровые разработчики любят делать сеттинги, особенно начинающие. Это совершенно естественно, потому что мы люди с богатой фантазией, иначе мы бы не занимались такой работой. Мы любим выдумывать новое, и, как мы уже говорили, мы создаем модели реальности. Многие это интуитивно чувствуют, и с большой... Давайте это я запишу, пожалуй. Так. Так, напишу. Игровая вселенная. Его связь с проблемой. Так, типы травмы. Угу. Этические. Технологические. Окей. большой охотой творят игровые миры, игровые вселенные. Ну, как это не забавно, я попробую сейчас немного остудить ваш пыл и вот это показать, что это желанная, приятная, интересная, увлекательная работа, на самом деле совсем не так приятно, не так полезно, и более того, что в ней заключается несколько опасностей. Итак, сеттинг и игровая вселенная – это совсем не одно и то же. Ну, бля, ебать, нихуя себе. Так.
Мы с вами будем называть сеттингом Николай Сексович. некое качество игровой вселенной. Вот то самое качество, которое позволяет игровую вселенную из, ну, скажем так, красивого задника, из декорации превратить в работающую деталь нашей машины. И сделать так, чтобы игровая вселенная максимально работала на нашу тему, помогала ее раскрыть и сделать игровой опыт более насыщенным для человека, который погрузился в нашу игру. Итак, чтобы показать, что сеттинг и игровая вселенная – это не одно и то же, сейчас кратко разберемся с тем, что мы будем называть игровыми вселенными, а что сеттингами. Игровая вселенная – это то, с чего начинающий разработчик очень часто начинает создание игры. Я вижу это постоянно, и я сам долгое время тоже придерживался такого подхода. Именно потому, что это наиболее приятная часть, с нее начинают иногда. И начинающий разработчик начинает как бы все обустраивать, сочинять историю игрового мира, определяется с уровнем технологий, историческим периодом, наличием этой вселенной магии или каких-то там фантастических изобретений, расы, религии, континенты, планеты. Вот все то, что обычно принято перечислять, говоря об игровых сеттингах. Это действительно процесс очень увлекательный. И эта увлекательность опасна. Сейчас объясню почему. Мы охотно погружаемся в эту пучину. Ну, представьте, как если бы мы на велосипеде катились с горки. Катиться с горки гораздо приятнее, чем подниматься на горку. И есть риск настолько увлечься и настолько разогнаться, а горка все круче, 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 скорость все выше, 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 что в конце концов мы потеряем управление и войдем в такой крутой пике, что затормозить будет невероятно тяжело. То есть вот именно приятность этого процесса опасна. Второй момент. Начинающий разработчик часто начинает процесс создания концепта именно с игровой вселенной. И то, что этот процесс происходит в начале, тоже на самом деле не совсем правильно. Дело в том, что я понимаю, мы чувствуем, что нам предстоит создать модель реальности, что мы демиурги, конечно, да. что создать мир – это тяжелая, непростая работа. И в начале творческого процесса немного пугает вот эта пустота. То есть вроде как мы определились с задачей, но у нас нет материала, из которого мы будем строить дом. И хочется поскорее натащить каких-то вещей, чтобы вот это пугающее чувство пустоты исчезло. Это похоже на знакомый нам со школьных лет вот этот страх чистого листа, когда предстояло писать сочинение. Учителя многим из вас говорили наверняка, что существует такая вещь, как страх пустого листа. Когда ученик сидит, или студент, перед пустым листом бумаги, и эта пустота магическим образом парализует его мыслительный процесс. Ну, действительно, хочется поскорее эту пустоту чем-то заполнить. И вот начинающий разработчик начинает с удовольствием эту пустоту заполнять. И смотрите, что из-за этого происходит. Из-за того, что это происходит, у начинающего разработчика часто возникает такая иллюзия, что вот игра уже почти готова. Что проделана огромная работа, что придумано множество сущностей, составлен глоссарий игрового мира, Игровую определились с вселенную мы создаем в понятиями, конце. узнали для себя, сами это поняли, что означают все эти наши удивительные изобретения, законы, отклонения, фантазии. И игра уже в сущности сделана, и теперь игрока достаточно просто провести, как в лунопарке по пещере ужасов. Едет вагонетка. В ней люди сидят, крутят головами по сторонам и испытывают некие чувства. Они удивляются просто тому, что их провозят перед какими-то новыми интересными декорациями. Ну, вот вам и игра. Мы невольно ориентируемся, уже заранее себя настраиваем, как бы даем такую установку. Ну, это по сути как реально, типа, ну... Если ты вначале создаешь игровую вселенную, это по сути как сделать чертеж, ну, блин, не знаю, типа, огромного трехэтажного, сука, дома. Но инструментов у тебя поэтому, ну, типа, при этом нет. Типа, знаешь, ты не... Ты еще не можешь построить этот дом, поэтому и происходит, типа, такой, типа, затык нахуй, просто паралич. Ты такой, блин, сидишь, такой, блядь, как его построить? Из чего, типа, знаешь? На создание линейного, ну или умеренно нелинейного опыта, когда человек едет в вагончике мимо декораций, которые мы для него создаем. Из этого вытекает следующая опасность. Коллектор Когда мы пришел делаем ставку на игровую проиграть. вселенную, и нам кажется, что именно игровая вселенная должна решить большинство наших проблем и создать для игрока вот этот момент увлекательности, момент интереса, что именно в игровой вселенной находятся те вещи, которые должны вызвать у игрока чувства, эмоции, побудить его к действию. Так, окей.
Так, сейчас. Вот. Сейчас. Действие, мотивировать его к дальнейшему прохождению, ставить ему цель и так далее. Мы делаем первый шаг к совершению одной из важнейших и наиболее опасных ошибок для не только начинающих, но и опытных дизайнеров. Вы отправили кринж, а не практическую работу. На самом деле непривычно его в пиджаке видеть, наверное, дресс-код какой-то. Господи. Эту ошибку мы будем называть так. Заваливать контентом убожество, скромность, однообразие, рутину игровых механик и игрового процесса. Ну, или, проще говоря, заваливать проблему контента. А если Ну мы да, делаем типа, ставку я понимаю, на я понимаю. производство дорогостоящего тяжелого контента, то есть локаций, персонажей, уникальных интеллектов, уникальных анимаций, на то, чтобы именно игровой мир удивлял игрока, мы тем самым, во-первых, в разы увеличиваем время и стоимость разработки. А это очень важно, и дизайнер должен иметь это в виду. Во-вторых, смотрите, частенько бывает так, что разработчик тратит на создание таких дорогих ассетов месяцы, Китайский а грамм. игрок проскакивает мимо Самопал. них за 2-3 Да. минуты. Посмотрите, какая несоразмерность в этом заключается. Грубо говоря, коэффициент полезного действия вашей фичи стремится к какой-то ничтожной доле процента. Мы же должны с вами ориентироваться на другие установки, чтобы этот самый КПД нашей фичи был обратным, чтобы мы затратили на ее изготовление, допустим, неделю, а игрока бы она радовала месяц. Ну, конечно, это идеал, но к нему нужно стремиться. Итак, заваливать проблему контентом опасно, а создавать игровые вселенные с таким расчетом, чтобы именно они обеспечивали этот контент, это для разработчика, не располагающего огромными бюджетами и сроками, просто самоубийство. Наконец, третье и Ну, последнее. кстати, вот смотри, вот енот у тебя, например, да, у тебя, по сути, уже как бы в плане игровых механик, да, в плане игры уже все готово, по идее. Но ты просто должен историю какую-то такую целостную, хорошую, типа под это подкинуть и все. Ну или, возможно, знаешь, типа имеющиеся игровые механики у этой игры, которая, ну, по Оверлорду, да, к примеру, их что-то вот немного, может быть, упростить или улучшить, типа, ну, что кажется плохим, что кажется, наоборот, удачным, типа, и так далее. Типа, если вот так вот брать уже готовый какой-то продукт и брать, ну, на улучшение его, это намного проще, как мне кажется, реально. Заваливать проблемы контентом, это вот эти вот... Ну да, Ubisoft, они такие... Они такие... Ну, они, по сути, делают то, что я уже сказал, да? У них уже, по сути, есть уже, ну, используемые механики. И смотрят на какие-то уже существующие там штуки и просто берут и на это налаживают что-то новенькое или оставляют старое и так далее. Да, у Sony есть такие. А, кстати, хотел Days Gone поиграть. Скажите, реально хорошая игра. Прям морально готов в нее поиграть. Я создаю сюжет персонажа и его характер и отношения между персонажами. Ну, получается, в твоем случае работа будет заключаться именно уже на готовое.
Я тоже хочу, все руки не дойдут. заключается в том, что создавая заранее свою игровую вселенную, начиная с создания игровой вселенной, творческий процесс, разработчик невольно сковывает себя рамками этой вселенной. И может отказаться от хорошей фичи просто потому, что эта хорошая фича уже не укладывается в Я законы этого понимаю. мира. Ну, например, мы делаем какой-то предельно реалистичный мир, в котором нельзя телепортироваться. Например, я столкнулся с этой проблемой, что в моем мире, в мире там, моей игры Морутопия, телепортация неуместна. Поэтому Fast Travel там долгое время был фактически невозможен, хотя он был в этом мире совершенно необходим. Это была реальная проблема, которая была скована изначальной установкой на игровую вселенную. Или, например, в средневековом мире невозможна быстрая связь. Магии там нет, у нас средние века, а быстрая связь обеспечила бы нам массу полезных и хороших. Ну, вообще, в Мортопии, конечно, блин, Fast Travel очень сильно помог бы. Но, с другой стороны, его вот этот вот шарм пропал бы, конечно, с Мортопии. Того, что ты должен везде поспеть, вот это вот постоянное чувство напряжения того, что ты не успеешь такому-то больному, такому-то человеку. Невозможно всех спасти, это просто так гнетет просто. Способов поставить игроку новую задачу. Но без этого Мортопия не была бы Мортопией. Я не смог пройти Мортопию, когда Рой начинал летать. Я так и не прошел его до конца. Я, по-моему, максимум где-то на 3-4 день только доходил, и дальше там просто лютый кобзец творился. Я просто дропал, не мог дальше. Главное, что мой мир можно было бы реализовывать. Ну это да, если мой сценарий не подходит под игровой сеттинг, который сделал геймдизайнером, мне придется переписывать сценарий под мир, сделанный геймдизайнером. Я понял, да. Таких примеров может быть много. Вы заранее сковываете себя законами вашего мира и тем самым ограничиваете свои изобретательские инженерные возможности. Подведем коротенький промежуточный итог. Как ни парадоксально это прозвучит, но игровую вселенную лучше создавать в конце, уже после того, как создан игровой концепт. Игровой концепт как работающая машина. Почему это стоит делать в конце? Потому что только в конце создания концепта мы понимаем, какие... Так, давай-ка запишу. Ну, я напишу, как игровой концепт это... Ну, окей. И именно сущности нам нужно придумывать. Где именно лежит точка приложения нашей фантазии? Где именно лежит какая-то особенность и инаковость нашей игровой вселенной? Лол. Тут есть вот какой важный нюанс. Если мы стремимся создать модель реальности... Какая 8-битная игра запала в душу? Именно того времени, да, получается? Ты, скорее всего, имеешь в виду? Ну, наверное, я бы сказал... River City Ransom, скорее всего. Битэмап, где ты можешь торговаться, покупать всякое, развивать своего персонажа, там, делая его более сильным и там прочее. Она была супер крутой, по идее. Бэтмен за офигенную музыку. Ну и Battletoads, конечно.
Battletoads вообще нереально хорош был. Второй, скорее, Double Dragon, потому что он был попроще, чем первый. Это просто ад кромешный. Отличную. Ниндзя-коты тоже хорошие были, да. Пицца, ниндзя, коты. От нашей. Флинстоуны. Мы должны иметь в виду, что какую бы безумную... Не, Чип и Дейл и там Черный плащ, и там типа Утиные истории и там прочее, это, конечно, типа классика. Хорошие игры непосредственно, ну, вообще не обсуждается. Но как-то вот именно в плане уникальности лично для меня, типа, знаешь, как-то вот именно вот эти вот игры, которые я сказал. Фантастическую, необычную вселенную мы не придумали. По умолчанию она всегда невероятно похожа на нашу. Самые безумные фантасты, такие как Нил Стивенсон, Толкин, Урсула Ле Гуин, Железный, Фрэнк Херберт, создатели удивительных вселенных и легендарных миров, на самом деле даже у них их фантастически невероятные миры по умолчанию работают так же, как наш. В этом нет ничего удивительного. Наша вселенная состоит из тысяч каких-то законов, сущностей, правил, понятий, вещей. Естественно, никакому самому яркому фантасту не придет в голову изменять и модифицировать их все. Это безумие. Да это и не нужно, потому что чем сильнее будет их фантастический... Фрэнк Херберт, создатели удивительных вселенных. Как будто вообще не моргает. На самом деле, даже у них их фантастически невероятные миры по умолчанию работают так же, как наш. В этом нет ничего удивительного. Наша вселенная состоит из тысяч каких-то законов, сущностей, правил, понятий, вещей. Естественно, никакому самому яркому фантасту не придет в голову изменять и модифицировать их все. Это безумие. Да это и не нужно, потому что чем сильнее будет ваш фантастический мир, чем более он будет альтернативным, чем более он будет другим, тем труднее игроку, конечно же, будет в него погрузиться. Но потому что это требует тяжелой работы. Снова и снова осмысливать, как работают вот эти вещи. У нас тут другая гравитация, другие названия цветов, другая система музыкальной гармонии. Ну, это все, в общем-то, не так уж и нужно. Поэтому по умолчанию любой фантастический мир на 99,99% состоит из тех же самых понятий и вещей, из которых состоит наша Вселенная. Это очень важно. Это очень важно, потому что вот та самая 0,01%, в которой заключается ваш авторский вклад, индивидуальность, уникальность вашей игровой вселенной, этот крохотный процент лучше потратить именно на те вещи, которые будут работать на ваш игровой концепт, подчеркивать его несущие конструкции, оправдывать их, объяснять их, показывать, почему эти конструкции уместны, логичны, как они работают. А это, конечно же, можно сделать только в конце, когда мы уже понимаем, какая машина приводит в движение нашу игру. Вот тут-то как раз мы и переходим к тому, что же такое сеттинг. И почему сеттинг не похож на игровую вселенную, а точнее является неким важным качеством игровой вселенной. Окей, давай. Здесь, кстати, уместно сделать еще одно важное замечание. Вот когда мы создаем фантастические миры, да, парадоксальным образом оказывается, что они на вот эту гигантскую долю состоят из вещей, которые точно так же устроены в нашей вселенной и состоят из нашего мира, в сущности, да, что они почти всегда равны нашему миру. А когда мы в игре создаем, наоборот, реалистичный сеттинг, иногда даже чрезмерно реалистичный, когда разработчики своим важнейшим достоинством, да, главным преимуществом, ключевой фичей ставят именно реалистичность, правдоподобие игровой вселенной. Парадоксальным образом все происходит ровно наоборот. Эта вселенная все равно по умолчанию фантастична, потому что мы не знаем, какие правила разработчик выбрал для своей модели реальности. И мы не знаем, по каким принципам устроена игровая действительность. Да, она очень похожа на нашу, но все равно она остается авторской моделью реальности. И поскольку она авторская, мы не знаем, как она устроена. Следовательно, она для нас незнакома и, в сущности, фантастична. Итак, как же определить вот этот самый процент, вот эту самую крохотную долю процента, из которой мы создаем нашу игровую вселенную? Как раз здесь нам на помощь приходит слово «сеттинг». Мы сказали о том, что сеттинг – это не игровая вселенная, а качество этой игровой вселенной. Вот что же это за качество такое? Слово «сеттинг» происходит от глагола «to set» – устанавливать. То есть Ой, ну, папа. Установка. А? Папа. Я не... Я кот, ой. А то... Оняры, барань. Обаня потта. Да. То очертання не. Никем бара. Очертання. сеттинг – это установка. Это принцип, по которому мы выбираем эти самые черты, которые мы хотим видоизменить своей авторской волей, сочинить, сделать какими-то особенно важными, отличными, удивительными, вызывающими опыт у игрока. Здесь мы подходим к важнейшему правилу. Сеттинг нужен только для героя, только для действующего субъекта, о котором мы поговорим дальше. Единственное назначение сеттинга – это помочь управляемому субъекту, персонажу, вашему герою, быть полезным, нужным, интересным
и реализовать себя через игровые задачи. Вот в чем назначение и функция игрового сеттинга. На наших с вами уроках мы будем сеттинг воспринимать именно в таком ключе. Именно с таким назначением, именно как такую вот полезную задачу. Об этом подробнее мы поговорим в следующих уроках, а сейчас подведем короткий итог. Во-первых, игровые вселенные и сеттинги — это не одно и то же. Во-вторых, пожалуй, не стоит начинать создание игровой вселенной. В-третьих, не стоит увлекаться добавлением в вашу игру новых и новых сущностей, которые конвертируются в задачи, в ассеты, а в конечном итоге в деньги и во время. Не спешите добавлять себе лишних забот. Отложите эту работу на потом. Мы приступаем к созданию игровой вселенной только после того, как наш концепт создан, а сеттинг позволил нам понять, по какому принципу мы выбираем объекты, которые нам предстоит изменить и сделать важным. Наконец, мы можем работать с сеттингом и понимать его принципы, правила, по которым эта игровая вселенная будет строиться, какие именно вещи мы будем выбирать для нашего авторского вмешательства, для того, чтобы сделать их альтернативными другим. Да. Этот сеттинг мы воспринимаем прежде всего в связке с управляемым субъектом нашей игры. Сеттинг помогает управляемому субъекту нашей игры стать полезным, нужным и интересным. О том, как это происходит, мы поговорим в следующем. Окей. Я, знаете, что вдруг понял? Что поэтому как-то вот, скорее всего, Fallout от беседки, он стал такой далекий от оригинального Fallout, типа. У них уже была игровая концепция, но внедрить это уже существующую игровую вселенную, это не, ну, это как-то такое. Но сейчас уже много времени прошло, и когда, ну и Fallout как игровая вселенная от беседки уже устоялась, в принципе, более-менее. Поэтому людям будет проще делать что-то такое. Блин, как же я жду Fallout новый какой-нибудь. Просто нет беседки. Было бы отлично вообще. Добрый день. Мы продолжаем заниматься сеттингом. В прошлый раз мы говорили о том, что сеттинг — это принцип, по которому мы выбираем тот необходимый минимум законов, правил, черточек, деталей игровой вселенной, которые мы видоизменяем каким-то образом, чтобы они помогли нашему герою, нашему управляемому субъекту, чтобы это ни было, состояться, быть полезным и пройти интересный, насыщенный игровой путь, реализуемый через типовое действие и какие-то возможности нашего игрового героя. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, как же именно сеттинг это делает, как сеттинг позволяет нам выбрать эти законы, определиться с ними и, ну, собственно, по какому принципу эти законы меняются, чтобы сделать интересную игру. Есть такая поговорка «ломать не строить». Ну, ее значение понятно. Ломать проще, строить труднее. Строить достойно, ломать не очень. Обычно она употребляется именно в таком ключе. В прошлый раз мы с вами предположили, что не стоит спешить с постройкой как раз. Вот, что строить – это задача, которую лучше отложить на потом. Иначе мы можем понастроить такого, что вес, стоимость нашей игровой разработки увеличится во много раз, а польза принесет нам, возможно, гораздо меньше, чем мы рассчитываем. Строить нужно умеючи. Нужно понимать, что именно строить. Мы также сказали, что наша вселенная состоит игровая практически полностью на 99,99% из того же, из чего состоит наша вселенная, если мы делаем фантастическую какую-то реальность, необычную модель действительности. И вот эта крохотная доля процента, да, она как раз и создает тот самый фокус, ту самую модель реальности, которая позволяет ей стать особенной, необычной, альтернативной. И поэтому интересной. Вот как же, получается, нужно определить эту самую крохотную долю? И ответ на вопрос совершенно неожиданный. Вот игровой мир, который практически равен нашему, надо сломать. То есть... Окей, ну типа, вот наш мир, но нет воды. Например. Ну. Но нет простой воды. Типа, ну как бы. Просто мир пустыни. Просто нет воды. Ломай меня полностью. Или мир... Ну как это вот, например, в Oxygen Not Included, да? Если вот выбирать игру, которую мы играем. Они взяли, получается, путешествующих по космосу, колонизирующих планеты космонавтов, поставили их в условия того, что они приземлились не на планету, а на астероид, и там нет кислорода, типа.
Ну, вообще, что-то такое простое надо бы, не знаю даже. Это слишком сложно, как по мне кажется, вот с астероидами там прочее. Что-нибудь такое. Ну ладно. Игровую вселенную, фактически нашу реальность надо чем-то испортить для того, чтобы сеттинг стал полезным. Заметьте, сейчас я фокусируюсь даже не на интересности сеттинга, а именно на полезности нашей игровой вселенной. Можно создать невероятно интересный мир. Можно сделать удивительно увлекательный сеттинг. Но при этом он не будет полезен для игры. Он не будет работать на нашу игровую задачу, он не будет работать на игровую тему. Поэтому мы сейчас говорим прежде всего о пользе. Качество нашего сеттинга – это его функциональность. Будем воспринимать его именно в таком аспекте. Когда мы работаем в узле под названием сеттинг, мы отвечаем на следующие вопросы. Вопрос первый – это в чем заключается травма мира? Почему мир испорчен? Что в нем не так? Что в нем плохо? Что в нем проблемно? Вопрос второй – как эта самая травма нашего сеттинга работает, внимание, на тему нашей игры, которая тоже является проблемой. Помните, мы говорили о том, что тема обязана быть проблемой, заключать в себе какую-то проблему, заключать в себе вопрос, над которым интересно подумать, который бросает вызов возможностям игрока. И Ну, если типа, сеттинг работает да. на эту самую проблему, и травма мира связана с проблемой нашей темы, то это хорошо. Если не связано, вероятно, не очень. И стоит подумать Мир, еще. в котором Поэтому второй вымерли вопрос, все о том, как живые травма существа, мира работает на проблему, кроме людей, центральную, типа. которая приводит тему в движение. Это Нет ни птиц, ни существует ли животных. эта связь в принципе? И, возможно, ваш честный И так ответ на этот далее. вопрос – нет, связи этой не существует. Не подумал, забыл, как-то не получилось, не срослось. При этом, отталкиваясь от сеттинга именно как мир без животных в мире киберпанка, а мир без животных, другой живности, как в нашем мире, да, скажем. Что-то в этом роде. Ну, не знаю, что-нибудь такое придумать, что уничтожило всех животных. И в итоге теперь, ну, люди должны как-то иначе подходить к проблеме с едой, так сказать. И сразу же из этого появляется каннибализм там и так далее. Сразу одобряется возможность клонирования людей там. Ну, вообще охереть можно, тут всякое можно придумать, конечно, от этого уже отталкиваясь. И тогда надо принимать меры для того, чтобы эту связь провести. Качество вашего сеттинга от этого очень сильно вырастет. Ну и второй подпункт этого вопроса. Если связь существует, и мы ее проводим, то насколько ярко она доносит до нас нашу тему. То, что мы хотим сказать людям. Работает ли травма на тему, которая является проблемой? Если не работает, то как провести эту связь? Если работает, то насколько ярко травма мир подчеркивает проблему? Окей. Окей. Пометьте, да, все абсолютно узлы
игрового дизайна ключевые должны работать на центральной, должны работать на тему. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Сеттинг имеет смысл не только в том ключе, насколько он помогает герою игры, но и в том смысле, насколько он работает на идею, на вашу центральную мысль, которую вы хотите донести до человека. Что же такое травма мира? На самом деле здесь нет ровно ничего сложного. Травма мира – это источник неприятностей, каким бы он ни был. Радиация, обилие чудовищ, неправильная гравитация, какие-то людоедские невероятные законы. О типах травм-сеттинга мы поговорим в следующий раз. Сейчас мы фокусируемся на том, что травма-сеттинга – это всего-навсего то, что в игре создает проблемы, с которыми вынужден работать наш герой. Причем, смотрите, вот почему мы сразу перешли к сеттингу после темы, и при этом я парадоксальным образом призываю вас создание вселенной отложить на потом. А сеттинг мы делаем сейчас. Вот, казалось бы, как ответить на этот странный вопрос? Вот в чем штука. Видите ли, сеттинг – это невероятно пластичный и удобный материал, потому что здесь как раз наша авторская воля абсолютно полная. Почему я говорю, что это такой приятный процесс создания игровых миров? Да, а сеттинг – это как бы подзадача этой задачи. Потому что мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Для того, чтобы создать источник неприятностей, и главное, объяснить, почему этот источник неприятностей логичен, почему он уместен, почему в этом мире действительно все так плохо, почему в нем остановилось время, например, или почему в нем столько негодяев, которых необходимо застрелить. И главный герой находит нетронутое место живности, которое ему предстоит защищать от людей. Ну, типа, да. Хорошая тема, да. Типа, люди на первые десяток лет выживают, и тут находится райский нетронутый уголок. Жестко. Окей. Сеттинг объясняет, откуда все это взялось, чтобы игрок принял некую причинно-следственную связь, принял такую картину мира и, Ну, это, по сути, охуенно. Типа, вот, по сути, да. Мы придумали игру, по идее. И теперь надо определиться с тем, что это будет. Типа, менеджмент, тайкун, Tower Defense и так далее. Конкретно, может быть, конкретная история, да, прямая, типа, с выбором, кому довериться из людей, кто хочет реально помочь, кто хочет обмануть и сажать всех животных и тому прочее, так далее. Ну, прикольно, да, прикольно. В связи с этим как бы свое игровое поведение тоже видел логичным, разумным, обоснованным. Это очень важно. И вот здесь наша свобода абсолютно. Сеттинг, как травма, превращает, он как бы пластично... Стилистики Mad Max, например. О, блин, знаешь, целевая аудитория кто будет этой игры? Это будут зоозащитники, они такие прям будут: умри, человек, тык-тык-тык, стрелять его. О, наконец-то я поем человека. Не животное же это. Ути, какой хорошенький щеночек. Человека скушает. Делает нашу вселенную такой, чтобы мир подошел нашему герою. Позволил герою состояться. Это очень важно. И здесь мы не связаны ничем. Игрок примет любую реальность. Наконец-то нормальная еда, да. Жесть. Просто потому, что она авторская. Игра – это альтернативная модель действительности. Эта альтернативность принимается игроками по умолчанию. Никто не упрекнет вас за то, что как-то в этом мире все слишком странно. Что хотите, то и делайте. Это ваша авторская воля. Причем эта травма совсем не обязана быть сложной. Давайте возьмем, хорошо, думаю, всем знакомую вселенную Сапковского, вселенную Ведьмака. Ага. Травма этого мира очень проста. Она делится на несколько групп. Первая – это травма, которая свойственна большинству экшен-игр. Обилие чудовищ. То есть, видите, как все несложно. Просто то, что в этом мире множество зомби, мутантов, вражеских роботов, привидений и прочих существ, которых необходимо либо истреблять, либо пробиваться сквозь их ряды, либо прятаться. Не, ну он так сказал: роботов. Не цепляйте за слова, просто обилие чудовища, так, ну типа, ну вы поняли. Вот это типичная травма большинства игр, в которых присутствует экшен. Обилие врагов. Все. А дальше игровая вселенная уже объясняет, откуда эти враги взялись, почему они такие. О качестве этих объяснений мы поговорим несколько позже. Травма Ведьмака заключается не только в обилии чудовищ, это первый пункт, такой наиболее очевидный, но и во втором. Это исключительная подлючесть людей, их низость и обилие поступков, которые превращают этих людей в настоящих чудовищ. Те из вас, кто скажут, что травма мира Сапковского – это война,
на фоне которой происходят основные события война с Нижегородом, будут правы лишь отчасти. Война скорее подчеркивает эту человеческую подлость. Война является той питательной средой, в которой человеческая подлость, предательство, трусость, измена, низость проявляются особенно ярко. Война очень способствует тому, что эти качества катализируются в людях и проявляются во всей красе. Как работает травма первого типа? Обида чудовищ. Геральт – профессионал. Геральт – истребитель чудовищ. Это его работа. Именно эта травма мира делает Геральта востребованным, нужным, и именно она позволяет ставить перед ним все новые и новые и новые цели, все новые и новые задачи. Травма второго типа, человеческая подлость, делает Геральта особенно благородным, честным и порядочным. Поскольку он сам мутант, он сам чудовище, эта травма делает как бы некую инверсию проблем. Работает ли травма мира Ведьмака, вселенной Ведьмака, на центральную тему Сапковского, на центральную проблему этой темы? Безусловно, работает, безусловно, подчеркивает. Тему Ведьмака можно определить как то, что самым страшным чудовищем является человек. Да, о том, что именно делает разумное живое существо чудовище. И, конечно же, мы видим эту связь, и именно поэтому, возможно, вселенная Ведьмака оказалась настолько живой, настолько популярной, и настолько долго она будет продолжать еще волновать наши сердца. Обратите внимание на то, как интересно, например, Сапковский работает с расами. Во многих фэнтезийных мирах расы просто существуют, да, для того, чтобы мир был разнообразнее, интереснее. Есть там у нас эльфы, есть тролли, есть гномы. Сейчас подойду. Отемле, а не тоқтара. О, бардади. Бардади убаян. Броня. Есть дварфы и так далее. Но Сапковский, подчеркивая свою проблему, делает расы объектом дискриминации, объектом унижения. Видите, да? Посмотрите, как интересно происходит. Это только один пример. Если мы разберем вселенную Ведьмака по косточкам и выделим все какие-то наиболее ключевые, яркие объекты, которые делают ее уникальной, мы увидим, что все эти объекты работают на основную проблему этого цикла. Да, работают на травму сеттинга. Эльфы, краснолюды, униженные, существа второго сорта, они, опять же, позволяют людям проявить свои низкие качества во всей красе. Это важно. Допустим, вселенная Ведьмака, понятно, это сложное художественное произведение. Очень нарративно ориентированный мир, да? Но вот возьмем Тетрис. В Тетрисе есть сеттинг, безусловно. Сеттинг есть в каждой игре. Вот вселенной, смотрите, в Тетрисе нет. Это очень важно. А сеттинг там есть. В чем травма сеттинга Тетриса? Очень просто. Это ограниченность пространства. У стакана есть границы. У него не очень большой размер. И, конечно же, увеличивающая скорость падения фигуры. Вот две травмы сеттинга Тетриса, которые делают эту игру увлекательной, интересной и работают на основную проблему Тетриса. Помните, мы говорили о том, что... О, знаете что? Я придумал. Тетрис. Тетрис. Но... про алкоголика. Типа... алкоголь. Блин. Такое есть? Так, подожди. Тетрис. Игра в Тетрис может лечить алкоголизм. Тетрис спасает от ожирения. Я много чего не знал. Типа вытрезвитель кого-то поместить надо. Не-не-не-не-не-не. Короче, в чем идея? Типа Тетрис, но про алкоголика. Такой примитив. Ну, тут у нас стакан, да? Типа, просто абстрактный какой-то, какая-то емкость абстрактная, да? Но в нашем случае эта абстрактная емкость будет типа его желудком или, не знаю, чем-то его в организме, скажем, да? И, соответственно, это тот же самый Тетрис, но сеттинг будет другой. Он будет типа,
бухать все больше и так далее. Ну, короче, концом игры будет то, что, типа, ну, чел умрет от алкоголизма. Тетрис 3 вряд. Ну, типа, ну, как-то надо это прям хорошенько додумать, но мне кажется, это может сработать. Типа, как Тетрис внутри организма какого-нибудь. Ну, или тот же Тетрис внутри, ладно уж, не организма, но хотя бы какой-нибудь машины и так далее. Но внутри организма звучит как будто бы интереснее, потому что... Ну, смотри. Короче, алкаш пьет, 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 пьет. Если алкоголь доходит до конца, вот тут, он блюет, он теряет ХП, он потихоньку умирает, вся херня. Наша цель как можно быстрее сжигать кубики с вредными этими, чтобы он, ну, как бы, ну... Мы как бы являемся метаболизмом, типа вот механикой метаболизма его организме, которая отвечает за то, чтобы вот он быстрее типа этого перерабатывал вот эти вот вредные продукты и там прочее. Но если мы будем не справляться, он будет потихоньку умирать. Типа, ебать, ну вот охуенная готовая игра уже, по сути. Тетрис про алкоголика я так и запишу. Плаги Тетрис, да. Игры как Тетрис заключают в себе фундаментальнейший архетип. Это борьбу порядка и хаоса. Мы говорили о том, что в Тетрисе необычно формой порядка, то есть управляемой, контролируемой области, в которой человек чувствует себя комфортно, это пустота. Работает травма сеттинга Тетриса на эту проблему? Безусловно, работает. Видите, какой широкий диапазон игр? Как не похоже. Звучит как игра из реклам мобильных игр. Ну, тут смотря как к этому подойдешь, конечно. Типа, все зависит от того, как визуально реализовать в дальнейшем эту игру. Если будет стратый визуал, как в мобильных играх, конечно, это будет очень плохо выглядеть. Ну, прям, люди к этому даже серьезно не отнесутся и скажут, типа, какая-то срань. Но если дать этому прикольный визуал по типу как... по типу как... Ну, короче, смотри. Вообще, по-простому. Давайте начнем с такого, типа то, что... Ну, скажем, Новый год. Чел. Мы видим от первого лица, просто мы не управляем игроком, ну, этим персонажем. Но он просто ходит, мы видим его глазами, он садится за стол, просто, да. А стол, блин, такой богатый, там дохера бухла, дохера еды. И все. Начиная с этого момента, мы перемещаемся в его желудок, и там начинается наша игра Тетрис. Потом идет второй день. Он снова бухает, он пошел в запой, и мы должны с этим дерьмом справляться. Пошел третий день, игра сложнее становится. Ну и так далее, короче. Главное нам сделать так, чтобы этот чел выжил, типа, знаешь, там, что-то в этом роде. Ну и как-то там все это так, ну, хорошенько так подправить тем, что алкоголь вредит здоровью, там это все, типа, чел может, ну, от переедания и там прочее умереть, типа, вот, прям хорошенько так подправить, так что, ну, прям было. Но главная идея в том, что ну, вообще, то, что это максимально будет приземленная игра про чувака, который не знает меры и просто странный алкаш. И наша задача в том, чтобы он пришел к осознанию такому, что после всего этого пиздеца, который мы переживем в его желудке, когда мы, ну, добьемся того, чтобы он, типа, такой, социальная игра. Ну, типа, да, получается. Это игра, которая имеет социальную травму, типа, да? Прикол будет заключаться в том, что он просто потом сам придет к тому, что, типа,
блин, как я так живу, типа, он вообще будет убитый в концу игры, совершенно конченый, типа, он будет настолько плох, что вообще жесть. И он такой скажет, все, я не могу так больше, игра будет пройдена, он, типа, станет нормальным чуваком, все будет у него хорошо и так далее. Ну и также будет еще плохая концовка, конечно, в тот или иной момент, он просто, например, на третий день он умрет так, на четвертый день он умрет по-другому, на пятый день умрет иначе и так далее, и там, ну, что-нибудь такое. Законы, по которым мы Прикольно же, прикольно, ну, придумал же. имеют между собой очень много общего. Как видите, ничего сложного в этом нет. Нет ничего сложного в определении травмы игрового мира. Тут может создаться такое ошибочное ощущение, неприятное, что мы говорим сложно о простых вещах. На самом деле ничего подобного. Помните, как и с темой мы говорили, что работая в этом узле, одна из самых важных, самых главных опасностей, которые нас здесь подстерегают, это некая мнимая очевидность вещей, мыслей, идей, сущностей, которые в каждом этом узле заключаются. Мы это и в других узлах тоже увидим. Вот в этой мнимой ясности очень много проблем. Потому что на самом деле ничего не понятно, на самом деле ничего не ясно. Тут есть над чем подумать, безусловно. Второе, видите ли, когда мы фиксируем травму сеттинга, когда мы понимаем, в чем именно она заключается, мы осознали это, мы сформулировали этот закон, мы сформулировали, да, что придает нашим неприятностям смысл, что их объединяет. Мы сразу понимаем, как потом эти неприятности, эти препятствия, эти проблемы, с которыми сталкивается наш герой, делать разнообразнее, как их балансировать, как их модифицировать, как эти фичи делать, как развивать их, грубо говоря. Поэтому момент формулировки травмы сеттинга невероятно важен. Подводя итог сегодняшнему занятию, я хочу привести вам одно хорошее сравнение. В комедиях, для того, чтобы герой мог удачно сострить, как правило, другие персонажи должны сморозить какую-нибудь глупость. Это часто бывает в ситкомах, например. Да? Всякий раз, когда центральный герой ситкома говорит удачную остроту, и этой остроте сопутствует закадровый смех, обычно перед этим другие смешные, недалекие, туповатые персонажи дали герою повод сиронизировать, сострить и проявить себя во всей красе. Вот сеттинг – это те самые туповатые персонажи в ситкоме. Травма, грубо говоря, этих персонажей, в том, что они совершают глупости, или говорят глупости, или попадают в смешные ситуации, над которыми, опять же, можно удачно, быстро и находчиво сиронизировать и сострить. А сверхспособность героя комедии заключается именно в том, чтобы говорить удачные шутки. Вот запомните, пожалуйста, это сравнение, оно вам поможет. Сеттинг – это всегда такой травмированный дурачок. Dark Devotion. О, ля какая. Выглядит интересно. Ну, Metroidvania это все-таки уже как-то... Ну, к этому подходить... Такие вот Не знаю, Metroidvania... На словах кажется ебать простой, но это прям... Там такой охуевший левел-дизайнер нужен, хороший, прям... Не то чтобы прям супер крутой, но просто вот понимающий человек нужен. Я, в принципе, ну, я думаю... Ну, это прям сложная тема. Да, это очень сложная тема. Да, задрот нужен. То есть, на словах кажется, правда, типа, вот, типа, блин, Metroidvania сделаем, это же изи хуйня, типа, в плане изи успех. Ну, блин, там такое дерьмо будет твориться. Ну, то есть, сделать хорошую Metroidvania в плане играбельности, типа, это, блин, просто так изъебнуться надо, чтобы игрок не заскучал. Там можно насрать, типа, знаешь, какими-то катсценами, там, какими-то персонажами, которые будут как-то давать смысл тому, что ты пошел обратно по тому же пути, там, прочее, и так далее, и так далее. Это все хуйня. Левел дизайн должен построить таким образом, чтобы сам игрок хотел вернуться обратно, так как у него появилась та или иная способность, которая дает ему возможность пойти туда. Типа, знаешь, это прям такие игры. Скорее, знаешь, типа, как должно быть. Как только ты получаешь способность, ту или иную, то открытие той или иной двери должна вести в другую локацию прям. То есть обширную, большую локацию, которая имеет
еще больше контента и так далее. А кто сказал, что будет легко? Ну просто типа создать Metroidvania, это просто я думаю о том, что это, ну, это пиздец. Я вот это хочу сказать, это реально Комбинированные пиздец. обстоятельства, которые позволяют нашему герою проявить свое типовое действие во всей красе. Спасибо. До свидания. О, типа травм пошли. Это все запутано, для этого существует левел дизайнера. Да. Блин, настолько крутой левел дизайнер нужен для этого всего. Конечно, можно было попробовать самому, типа составить карту сначала. Сначала нужен чертеж мира, прям весь, нарисовать его. И так далее. Добрый день. Наше занятие снова посвящено тому, как делать интересные игровые сеттинги. И не только интересные, а главное полезные, которые смогут нам помочь создать интересную игру. В прошлый раз мы говорили о том, что игровой мир обязательно должен быть испорчен. Что сеттинг – это травма, прежде всего. Это какая-то беда, какой-то источник неприятностей, какая-то Ну, проблема. с одной стороны, я думаю, что да, нужна команда по-любому. Там боя нету. Я думаю о том, что сделать хорошую метроидванию в плане путешествия по его миру. Короче, в чем проблема метроидвании? Если так подумать, это в том, что они, сука, разделены на множество маленьких-маленьких уровней. По факту, они как будто бы придерживаются старой технологии игр Денди. Типа ты бегаешь по определенному уровню, экран скроллится, ты доходишь до конца этого уровня, в какую-то дверь доходишь, или, ну, точнее, ну, до какой-то двери доходишь, до какого-то вот выхода, и ты оказываешься на другом экране. И там также все скроллится, там прочее, и так ты идешь к следующему уровню. По факту это Metroidvania это дохера уровней, очень много уровней, которые объединены в определенную какую-то локацию, типа, знаешь, которая имеет какую-то определенную свою, типа, там, какой-то свой определенный биом, там, своих каких-то мобов и там прочее. Но я вот так подумал сейчас, а что если как-то попытаться, попробовать вот эту вот экранность, ну, просто взять и разбить его, типа, ну, убрать, ну, вообще это правило исключить. И сделать один большой открытый мир. И все. Ну, типа, как-то так. Надо сделать наподобие Darkest Dungeon. Но там нужно ебашиться с балансом. Ну вот, да. Не, ну в любой подобной игре надо ебаться с балансом. Даже Metroidvania это будет такая ебатория с балансом. Там разве что... Не, баланс там будет такой. Ну, можно сделать просто... А, нет. Ну, хуй знает. Чтобы не ебаться с балансом, нужно отказаться от понятия левелапа. Это раз. Во-вторых, чтобы играбельность какая-то осталась и игроку было интересно исследовать новую локацию и там прочее, нужно добавить, скорее всего, прогрессию, улучшение хотя бы снаряжения. Не именно в плане урона, а скорее в плане, ну, хотя бы скорострельности, может быть, скорости перезарядки, если это огнестрельное оружие, емкости сумки и там прочее. Здорово, ты крут скачал? Не, я покупал. Че, как, есть что-нибудь уже? Да, идей полно.
Претерсон. Например, вот придумал, например, игру про алкоголика, Тетрис с алкашом. Это, по-моему, офигенная игра была бы. Ну, нужна команда по-любому, да, это 100%. Но вообще вот создать метроидванию, которая вот отказывается от идеи вот этой вот сраной экранности, когда ты с одного этого, ну, блин, с экрана на экран бегаешь. Это пиздец будет полный. Одному сделать изи. Ну, надо попробовать, да. Ну, сейчас я вот просто накидал идею. Короче, это будет, знаешь, какая игра? Тетрис про алкаша. А, Короче, все будет просто. А, Вначале будет катсцена, как чел какой-нибудь, неважно, насрать, просто от первого лица это все будет показано, как он заходит в помещение, и заходит в другое помещение, там многолюдно, там богатый стол, алкоголя много, еды много, и он будет жестко накидываться и бухать. Бухать немерено. Вот, ну, то есть в этот момент, когда он стоит за стол, начинается игра, мы перемещаемся внутри организма этого героя, и, соответственно, начинается Тетрис. Все будет типа сделано как организм, ну и просто вот этот условно абстрактный стакан, который будет отвечать за его желудок, грубо говоря, будет как раз таки этим. И вот эти вот, там, не знаю, вот эти вот фигурки падающие в виде прямоугольников, вот этих вот всяких разных там типа, они будут вот именно типа едой, алкоголю, что-то в этом роде. И мы в плане игровой вот этой темы, как Тетрис, мы отвечаем за его метаболизм. Мы должны сделать так, чтобы эта еда вся сжигалась и уходила дальше, типа, но если стакан наполнится, и фигурки наполнят вот этот его желудок, то он блеванет там, потихоньку начнет умирать, будет получать урон. И, соответственно, вообще цель, конечно, всей игры будет заключаться в том, чтобы он пережил ебанутый конченый марафон Бухалова, который будет длиться, скорее всего, не знаю, неделю, наверное. И к концу недели он должен прийти к осознанию того, что так жить нельзя. Ну, типа, в этом будет вся концовка игры. Ну и в разных днях, когда ты будешь проигрывать, например, в первый день, второй день, третий, четвертый день, там неважно какой день, он будет умирать по-разному в те или иные дни. Он может там, типа, ну, не знаю, поперхнуться, там, набухаться до такой степени, что упадет в канаву и тому прочее. Ну, там будет пизда, короче. Просто сдохнет какими-то разными способами совершенно. Но в седьмой день он будет в таком плохом состоянии, что там будет все вообще неплохо. Скорее всего, 7 дней надо, да. Травмы сеттинга Да. существуют даже в самых каких-то предельно добрых, милых и дружелюбных играх, типа «Веселой фермы». Ну, в «Веселой ферме» травма сеттинга достаточно очевидна. Мы не можем сразу строить и выращивать то, что нам нужно. Для постройки и выращивания нужных вещей нам требуется, во-первых, время, а во-вторых, ресурсы. И время и ресурсы находятся в дефиците. Дефицит – это травма сеттинга «Веселой фермы». Казалось бы, ничего сложного, да, и такой милый источник неприятностей. Еще в новогоднюю тему. Да. В этом-то и будет заключаться весь прикол. Надо. Вроде бы даже не заслуживают громкого и пафосного названия травмы. Но мы зафиксировали то, что создает для игрока источник вызовов, что создает для него какие-то условно, да, назовем это словом, неприятности, которые надо преодолевать и реализовывать для этого свои навыки, таланты, сообразительность, смекалку или сверхспособности нашего героя. Мы говорили о том, что... Ну и прикол это, ну вообще, этого всего будет заключаться в том, что эту игру легко обновлять. Просто надо каждый раз визуально готовить
под тот или иной момент, под тот или иное событие визуальный стиль и все. Ну, типа, например, Новый год, там, ну, вот, Хэллоуин, ну, скажем, блин, за День Благодарения и так далее. М, Окей. Что осознать тип травмы сеттинга, сущность этой травмы, сформулировать ее, это значит получить ключ к тому, как сделать игровой мир, во-первых, интересным, а во-вторых, что особенно важно, логичным, в котором игрок ощущает, что его деятельность имеет смысл. А в идеале еще и ощущает то, что его типовая деятельность дает ему ощутить тему вашей игры, не забывать о ней. И в контексте этой темы, в контексте этой важной мысли, которую вы хотите передать игроку, его деятельность, рутинная, порой однообразная деятельность, приобретает отдельное дополнительное значение, дополнительный вес. На этом занятии мы с вами поговорим о нескольких типах травм, которые, пожалуй, подходят игре наиболее удачно. Потому что из игровой вселенной, из сеттинга можно сделать и фильм, и книжку, но именно для игр некоторые типы травм подходят особенно хорошо. И эти же типы травм позволят вам создать нечто новаторское и интересное, свежее. Потому что, Окей. как мы уже упоминали в прошлый раз, обилие в мире Так. чудовищ, зомби, Время, пространство, гравитация, воздух работают иначе. Природа. Тирания, запреты дракона. Драконовый закон Дракула. О чем он говорил? ощущает, что его деятельность имеет смысл. А в идеале еще Я и просто ощущает. мыслями совершенно в другой теме. А во-вторых, что особенно важно, логичным, в котором игрок ощущает, что его деятельность имеет смысл. А в идеале еще и ощущает то, что его типовая деятельность дает ему ощутить тему вашей игры, не забывать о ней. И в контексте этой темы, в контексте этой важной мысли, которую вы хотите передать игроку, его деятельность, рутинная, порой однообразная деятельность, приобретает отдельное дополнительное значение, дополнительный вес. На этом занятии мы с вами поговорим о нескольких типах травм, которые, пожалуй, подходят игре наиболее удачно. Потому что из игровой вселенной, из сеттинга можно сделать и фильм, и книжку, но именно для игр некоторые типы травм подходят особенно хорошо. И эти же типы травм позволят вам создать нечто новаторское и интересное, свежее. Потому что, как мы уже упоминали в прошлый раз, обилие в мире чудовищ, зомби, каких-то врагов, А как же, вот, не знаю, алкоголизм социальный? это очень типичная травма. Даже если вы придумаете другой необычный Удачных тип травм. врагов, ну, тип травмы, да, класс травмы все равно останется прежним. И жанр останется прежним. И герой будет реализовывать себя Социальная прежде всего через травма. убийство. Социальная. И, возможно, это уже несколько приелось, и вы не сможете эффективно, успешно конкурировать с массой тяжеловесов, да, огромных, дорогостоящих игр, в которых ровно та же сверхспособность героя и ровно та же травма сеттинга реализована гораздо дороже, гораздо интересней и поддерживается огромным количеством вложенных в это денег. Травмы первого типа, назовем это законы природы. То есть, это время, это пространство, это гравитация, это какие-то вещи, которые определяют базовые устройства нашего мира. Почему эту группу травм, то есть природы, травмы природы, я считаю удачной, подходящей для игр? Потому что, как мы уже говорили, игра – это модель реальности. Нам интересно видеть альтернативные версии устройства нашего мира. А если время работает как-то иначе? А если время, допустим, дискретно и продается порциями? А если время циклично? А если время обратимо, как, допустим, в Braid или в Life is Strange? Время работает по-другому. Мы хорошо знаем природу времени. Это вещь, которую игрок интуитивно ощущает. Она хорошо ему знакома. Он понимает, как работать с этой материей. Он понимает класс проблем, которые эта вещь, эта сущность вызывает в повседневной жизни. Нехватка времени, опоздание, необратимость времени, давление времени. Да? Все эти вещи нам хорошо знакомы. То же самое происходит с пространством, с воздухом, с гравитацией. Игроку будет невероятно интересно решать проблемы альтернативной, как бы незнакомой, непонятной работы. Я просто увидел в телеграм-канале тут то, что походу Максим Галкин появился в Паттайе или где-то там, не знаю, в Таиланде, и там устраивает, сука, концерт какой-то.
И написано, что продают билеты. Пространство может существовать в Как-то, необычных измерениях. смешно стало. Например, игра Monument Valley, которая создает некие эшеровские парадоксальные конструкции и позволяет по-другому ощутить соотношение проекции трехмерного объекта на плоскость, двухмерную плоскость экрана. Эта игра позволяет нам совершенно иначе ощутить принципы работы с пространством. И это вызывает у игрока источник, конечно же, счастья, радости открытий и переживания нового, совершенно уникального опыта. С гравитацией, думаю, тоже все понятно. Мы привыкли к тому, что сила тяготения прижимает нас к Земле с определенной силой. И любая игра, в которой законы гравитации как-то нарушены, которая позволяет нам высоко прыгать, летать или как-то по-особенному пружинить, тоже вызывает чувство совершенно необъяснимой детской радости от того, что просто привычные вещи вдруг работают в каком-то другом ключе. И так далее, и так далее. Можно экспериментировать с прозрачностью воздуха, с тем, как работают такие... Жестко. И просто решил сбежать, да? Пиздец. Ну или, скорее, не то, что сбежать, а решил заработать, скорее всего. Да. Ну, придурок я, что могу сказать. Конченый человек. Не, хуй с ним. Блин, пускай живет где хочет, но нахера лаять, говорить какие-то провокационные вещи и там прочее. Ну, чисто придурок, я не знаю. Колобок, ну да. привычные сущности нашего мира, как, допустим, Какой же цвет, дурак вообще. число, буква, слово. Эти вещи мы условно тоже подводим под законы природы. Это законы, по которым устроен наш мир, наша цивилизация. Такие привычные вещи, которые всегда с детства знакомы нам. И мы считаем, что они всегда работают одинаково, мы привыкаем к тому, что они всегда используются в одном и том же значении. Следующий относительно удачный класс травм мира – это травмы, связанные с законами социума. Почему я говорю, что относительно удачный класс? Удачный, потому что социум – это тоже то, к чему мы привыкли. Социум в разных странах мира работает приблизительно одинаково, конечно же, с поправкой на то, что разные культуры, разные народы. Но при всем при этом можно отметить, что большинство конституций в самых разных странах мира, на разных континентах, очень похожи одна на другую, как будто они все вышли с одного конвейера. Социум – это то, к чему мы привыкли. Мы знаем, как работает институт семьи, мы знаем, как работает полиция, мы знаем, как работает государство и государственные службы. Да. Мы знаем, как устроен закон по-новому воспринять. Ну, короче, это я понял. Все, максимально понял. Ну, Короче, травма. это я понимаю. Подобным образом. Это я понимаю. Это я понимаю. Травма сеттинга – это, ну, условно говоря, тюрьма, из которой нам необходимо выбраться. Вот такие травмы тоже играм хорошо подходят, и я призываю вас всячески экспериментировать с ними и заниматься ими как можно больше. И сейчас, когда я описывал вот эти 5 классов удачных травм, возможно, многие из вас обратили внимание на то, что я провожу параллели именно с теми удачными игровыми темами и удачными игровыми проблемами, да, которые касались восприятия, контроля, управления. Типа, которые уже Что существуют. удачные травмы коррелируют с удачными темами. Травма сеттинга должна так или иначе выражать игровую проблему, центральную проблему вашей темы. Поэтому вы можете делать любые. Блять, надо делать игру. Что-то я прям думаю, что мне срочно надо делать игру. Надо срочно делать игру. Вот которую я придумал. Всем привет. Прокалки. Короче, не буду изъебываться. Скорее всего, это будет не 3D графика, а в 2D. Просто условно как-то максимально. Не то чтобы абстрактно, просто, не знаю, найти какие-то такие моменты. Ну, более простой, максимально быстрый способ нарисовать героя, квартиру, все вот это вот. Короче, в конечном итоге, где-то на 7-й день он будет прям похож, знаете, на кого? На главного героя Disco Elysium. Что-то такое. И тогда он начнет, типа, бля, типа.
Типа в начале диска Elysium уже он встает такой, без штанов, там все вот это вот у него. Совершенно в ужасном состоянии и так далее. Мы продолжаем наши занятия по игровому дизайну. И сегодня мы завершаем тему сеттингов. Вы помните, что, говоря о сеттингах, мы прежде всего воспринимали их не как эквивалент понятия игровая вселенная, а как такую особую установку, особенное качество этой игровой вселенной, которое прежде всего в себе содержит какую-то проблему, что ли, или генератор, точнее, проблем. И эти проблемы позволяют нашему игровому персонажу реализовывать свои чудесные игровые сверхспособности, то есть то, ради чего мы, как правило, в игры и погружаемся. Но сразу скажем, травма – это важная, я бы даже сказал, что обязательная, но не настаиваю. Это только в нашей с вами программе. Это будем считать, что это обязательная часть сеттинга. О, травма Но, нужна. конечно, не единственная совсем вещь, которая делает сеттинг интересным, живым, завораживающим, и, что очень важно, правдоподобным, да, таким, чтобы мы поверили в эту реальность. Мы можем наградить очень много необычностей, можем создать массу каких-то странных. Вообще странно иногда видеть игры, в которых нет какой-то проблемы, какого-то конфликта. Это, блин, максимально, ну, странные игры. Или максимально абстрактные, скорее всего. Тот же Тетрис, к примеру, да. Там как будто, по сути, ничего нет такого. Ну, там, окей, просто есть, как он говорил, сеттинг, цель, не дать наполниться стакану и там прочее. Ну, короче, прикол в чем? Я думаю, что в каждой игре должен быть какой-то конфликт в конечном итоге. Казалось бы, да, вот опять же возвращаясь к тому же The Day Before, там вот сеттинг, вот этот вот весь, который там есть, типа зомби-апокалипсис, вся херня и там прочее, как бы очевидные какие-то вот, ну, травмы, да, вот эти вот конфликты, проблемы этого мира есть, но на деле, блин, когда ты играешь в эту игру, ты этих, ну, проблем не видишь вообще. Зомби, по сути, нет, как будто. Живут они максимально, сука, хорошо. У них собственный бар, блин. Типа они кушают, что хотят, деньги раздают новоприбывшим. Оружие, что хочешь, что ну, то дают, там прочее. Дачу дают тебе. Сука, дачу тебе дают. Блин, ты настолько там безопасности, что ты можешь себе позволить отдельную землю, в которой ты ставишь сраную палатку со складным этим, блин, со складной кроватью, типа там с радио, там лампочкой этой. Вообще не беспокойся, зомби. Такая тупота, вообще жесть. Я не понимаю. Казалось бы, типа, в плане сеттинга, там, проблемы мира и там прочее, типа, все есть, но на деле в геймплейном и опыт, который игрок получает, этого нет. Игра чисто клоунская, просто максимально. Капец какой-то. Это ж типа, ну, казалось бы, да? Максимально простой сеттинг, который, ну, невозможно как-то игровым процессом испортить. Ну, как бы, ну, человек разумно не смог бы испортить. Но, блин, они смогли это сделать вообще. Офигеть же можно. Странностей. Но сами по себе эти странности будут неживыми, нежизнеспособными. Вспомните знаменитую цитату Толкина о том, что легко придумать зеленое солнце, трудно придумать мир, в котором это солнце было бы естественным. Это касается всех элементов, из которых состоит сеттинг. И мы поговорим о других вещах, которые тоже позволяют сделать сеттинги прекрасными и интересными. Мы же помним, что сеттинги – это очень такой заманчивый узел, этап создания игрового концепта. В нем легко и приятно работать. Почему? Откуда берется эта легкость, приятность, заманчивость? Она берется именно из удивительных возможностей, которые этот узел сразу создает для нас. И давайте посмотрим на то, как в нескольких, в 3 очень разных играх
эти возможности сплетаются в невероятно красивые особенности, которые доносят до нас игровую идею и позволяют создать вечные, нестареющие игры, которые превращаются уже в объект культурного наследия и значительно переживают свой технологический жизненный срок. Thief, The Dark Project. Игра, выпущенная компанией Looking Glass Studios в 1998 году. Многим из вас серия игр War, Thief знакома, наверное, преимущественно по последней игре этой серии, вышедшей в 2014 году, и которая многими поклонниками этой серии признана не очень удачной реализацией, не очень удачным развитием и не очень удачным продолжением того, что было заложено в ней изначально. Первая часть вышла в 1998 году. И я помню, какое невероятное впечатление свежести, новизны она произвела на людей, впервые увидевших ее и запустивших диски с этой игрой. В этой игре было живо, свежо, ново и необычно абсолютно все. Мало того, что она создала фактически новаторский жанр игры в жанре стелс от первого лица и породила целый жанр, целое направление, целый вид игр с таким геймплеем. Но сейчас мы говорим о сеттинге. Игра предлагала совершенно уникальный мир, не похожий ни на что виденное до сих пор. В чем же загадка, как мне кажется, очарование и подкупающий буквально с первых же кадров жизненности, правдивости, казалось бы, совершенно фантастического, невероятного сеттинга, представляющего собой удивительный гибрид, удивительный микс несочетаемых вещей. В этой игре с первых же буквально кадров с инфоролика заявляется 3 совершенно несочетаемые, очень разные по своей природе идеологии, 3 правды, 3 церкви, 3 полюса. Это хамериты, главенствующая такая клерикальная организация, представляющая собой власть. Они такие тамплиеры, которые пришли к власти и проповедуют культ бога, демиурга, строителя. Тоталитарная, безжалостная, беспощадная, которая очень сильно, заметьте сразу, образ строителя из постройки, что ли, дискредитирует. Да, мы привыкли к тому, что строить это хорошо, а ломать не очень. Заметьте, здесь именно силы порядка выступают в роли носителей многих отталкивающих черт, не являясь при этом однозначным злом. В общем, такая типичная, ханжеская, пришедшая к власти, клерикальная структура. Вторая вещь – это древний, даже не культ, а скорее образ жизни, связанный с первобытно-общинным культом некого бога-трикстера. Противостояние трикстера и демиурга довольно классическое, но заметьте, что церковь трикстера, даже не церковь, да, культ трикстера, сразу заявлялся как откровенно непонятный. Если культ строителя был ясен нам с первых же моментов, и было понятно, на какие заповеди он опирается и какие ценности проповедует, культ трикстера был, собственно, тем, чем и должен являться настоящий мистический первобытный культ для людей, которые уже довольно далеко ушли от этой реальности. Просто тайна, заросшая мхом. Умирающие, скрывающиеся и, возможно, уже потерявшие свою силу загадочные существа. Наконец, третья фракция. Заметьте, неполноценная, неравная этим двум. Это некое братство. Вот, кстати, визуальная новелла, да. Вот для тебя, типа, охуенным портфолио было бы, да, типа, как сценаристу. Начать с визуальных новелл, это прям реально. Типа, сделать охуенное портфолио какое-нибудь. Хотя, не знаю, текста много и так далее, диалоги, там прочее. Санатор Алышар. Сообщество воров, и эти воры выступают как хранители некого важного знания, философии о перераспределении ресурсов, о балансе, который должен быть поддержан, осуществляться во Вселенной. Посмотрите, что здесь особенно интересно. Эти 3 фракции существуют вроде как в одной плоскости, в одном ряду. Но при этом они совершенно по разным принципам устроены. Они не то чтобы это 3 версии одной правды, не то чтобы это 3 церкви, которые управляют миром. Это просто 3 образа мысли, 3 образа жизни, это 3 ощущения. Представьте, как если бы сначала мы в одном ряду поставили красный, это да, это правда. Синий, зеленый. Понятно, что есть некий единый принцип. Это все 3 разных цвета. А здесь мы... Но некоторые, конечно, разработчики стараются избежать этого. Как, например, это сделали разрабы от Little Nightmares. 0 какого-то объяснения, минимум текста. Да его нет, как будто бы. Только интерфейс главного меню, там, с настройками, там, прочим, так далее, так далее, так далее. Но в самой игре, как текста такового, нет вообще. Вся игра повествует чисто от ситуаций, поведений персонажей, там, прочее, так далее, так далее. Но мне кажется, что там вот реально, типа, какой-то текст был бы, нужен. Я в одно время хейтил Little Nightmares за тот момент, что не то чтобы хейтил, она мне просто как-то не нравилась за счет того, что сюжетная работа
по данной игре, она минимальная совершенно. Там просто они взяли вот реально, типа, ну как было сказано в данном курсе, концепцию игры сделали, а потом под эту концепцию просто создали вот этот вот мир. Они такие, окей, наш персонаж такой-то, такой-то, во всем этом вот визуальном стиле, который мы подаем, вот как в 2D, он кажется маленьким, да, вот. И поэтому, блин, а почему бы нам не взять и не сделать его реально сюжетно маленьким, а весь мир вокруг него будет большим. Или, скажем, он маленький, но при этом нормального размера, но вокруг него будут окружать гиганты, монстры такие, типа, которые будут стараться съесть его и так далее. И они просто вот реально сделали так, но при этом реально никакого сюжета там нет изначально. Они просто создали персонажа, который находится в такой-то ситуации, и очевидно цель выжить и сбежать и что-то в этом роде. А в конечном итоге, мне кажется, да, как они поступили, они просто прислушались к фанатам, фидбэк собрали по догадкам, по шизоидным теориям, которые крутятся вокруг Little Nightmares. Кто главный герой, там, что это, ну, что делается, там, прочее. И исходя из этого, они делают дальнейшие части игры, типа такие, самую популярную какую-то теорию или самую популярную, интересную, неочевидную теорию берут и создают под него, и все, как-то вот так. И ну, мне вот это как-то ну, не понравилось, реально. Теперь вспомним серию FNAF. Да. Да. Не, ну вообще, как бы Little Nightmares мне, конечно, нравится сам игровой процесс. То, в каких ситуациях находится персонаж. Типа, например, как это было во второй части, ну, вообще было классно. Типа, ты, блин, такой мелкий челик должен поднять огромный такой дробовик и выстрелить в этого человека, гиганта, убить его и там прочее и так далее. Встречаешь персонажей из первой части и там прочее. Ну, это, блин, классно, конечно. Прикольно. Но просто, когда приходит понимание того, что тут, по сути, цельной какой-то истории изначально-то, по идее, нет, и в конце мы просто получим, очевидно, какую-то открытую концовку, потому что, ну, это, по сути, конвейер. Типа, то как-то немного так себе. Привет, Клинап Гай, здорово. Мы тут учимся, так сказать. Фонтанируем идеями и обсуждаем игры. В одном ряду как будто ставим слово «синий», затем слово «кочерга», а затем слово сочетание «ни за что». И вот три эти вещи стоят в одном ряду, да? И нам предлагается найти нечто общее между ними. Что от этого происходит? Происходит некий живительный контраст, который вот это средневековое, внешне, по крайней мере, средневековое общество очень сильно приближает к нашему, потому что мы привыкли к тому, что многие фэнтези-миры, они такие, ну что ли, очищенные, рафинированные, выхолощенные, да, как Средиземье у Толкина. Но мне нужно найти кодера и художника для новеллы. Ну, кодер, да, да. Я, скорее всего, уже завтра начну делать игру, шерстить способы сделать ее. Бля, что-то мне кажется, что мне придется изъебнуться безумно, знаешь, в каком плане? В плане визуальном. Мне придется так изъебнуться в плане того, что... Короче, что мне пришло в голову? Это, скорее всего,
Это, скорее всего, будет, знаешь, выглядит примерно как... Нейронкой не хочется пользоваться, но... Может быть... Может быть. Вот один из вариантов, окей. Пусть возьму... Вот второй вариант. Блять, и был еще один канал, который... Знаете, какой у него визуальный стиль интересный? Как они делают? Блин, найду я его, интересно. Как он назывался? Во, вот эта хуйня. Короче, это первый вариант, как это будет выглядеть. Скорее всего, я постараюсь сделать что-то такое. Said he was consigningly punctual, whatever the heck that means. Sweet mother Jesus, where the hell did you come from? То есть, смотрите, что это такое. Это live action. Ну, то есть, просто взяли они что. Это перерисовка реального видеофутажа. Они просто его берут и, как бы это сказать, возможно, пускают через какой-то фильтр или еще что-нибудь, но конкретно самих героев они рисуют вручную. Ну, там контуры им такие вот добавляют, там прочее. Но это, думаю, вообще Hey, супер. wrong way, buddy. Реально. What's he doing? Where's he going? Hey, equipment's over there. Where you going? Where'd he get that box from? What you gonna do with the box? Holy Jesus. What the heck? Jeez. What the Christ? Where'd he go? What just happened? Did you Thought I hear just something? heard something. You did well, but now the difficult part will be finding just where he put all that money that he stole. Это второй вариант. Это, ну, тут сложность чисто заключается, насколько это будет кринжово смотреться, во-первых. Чтобы это не было кринжово, надо, блять, актером быть. И выдавать какие-то эмоции такие. Ну, это, по сути, гринскрин тупо, да? И, ну, качественный гринскрин, не тупо. Ну, качественный гринскрин, хороший, прям ничего не видно. Хорошо наложенный цвет, все такое. Он просто реально шарит за эту тему. И, ну, дальше, типа, ну, задник, там какие-то вот... ротоскопия. Ну да, понял я. Ротоскопия, стереоскопическая анимация или перекладка вроде как. Ну и самый, наверное, простой, возможно, ну не то, что простой, тут художником надо быть реально, типа, короче, пиздец. Я папа.
Okay. What? That? Кошмар какой-то. Мистер Фредериксон. Взорвал нахера. Гамленько. Я приду. А. После плаги Tale нужно начать проходить новеллы. А какие новеллы ты проходил вообще? Может, я смогу порекомендовать что-нибудь.
Что-нибудь. Порекомендовать. И авторы, создатели этих вселенных прикладывают огромные усилия для того, чтобы миры были чистенькие, чтобы туда не прокралась никакая вещь, которая противоречит, разрушает какую-то историческую целостность, технологическую целостность этих миров. Вор обращается с этими материалами максимально свободно. Мы видим город, который, очевидно, по своей архитектуре, по размерам, по уровню промышленности, очевидно, напоминает времена какого-то европейского промышленного переворота и похож скорее на индустриальный Лондон начала 19 века. Мы тут же видим, что Орден Хранителей, воров, напоминает максимально какие-то тайные общества средневековые, они одеты в плащи с капюшонами, они напоминают монахов, и вообще мы сразу понимаем, что эти воры гораздо более серьезные какие-то личности, чем кажется на первый взгляд. Наконец, хомериты – это люди, которые сразу заявляют тему механизмов, машин, и эти машины вторгаются в средневековость мира вора, разрушают его изнутри. Мы видим сразу очень живой исторический процесс, который сфокусирован на очень маленьком отрезке времени. Мир становится от этого живым и настоящим. Этот мир действительно невелик, он ограничен городом и его окрестностями. Игра длится не очень долгий промежуток времени, которого нам как раз достаточно для того, чтобы узнать этот мир настолько, чтобы он остался для нас интересным и при этом Бесконечное лето, Доки-Доки, литературный клуб, любовь, деньги, рок-н-ролл, зайчик. раскрыл большую часть. Блять, как игра называлась? Да, блять. Ага, да. Вот эта игра. По-моему... Она... Поиграй в Саяно Ута. Я эту игру проходил. Довольно сильная игра. В плане визуальной новеллы. Своих тайн и дал ответы на вопросы, поставленные вначале. Правила в этом мире просты и довольно понятны. Во вступительных роликах нам каждый раз дают цитату, некую выдержку из одного из священных кодексов. Либо хранителей, либо хомеритов, либо людей из культа Трикстера. Эти цитаты сразу ориентируют нас на четкие установки, принятые в одной среде, в другой среде и в третьей среде. Мы как бы разрываемся между тремя разными законами, тремя разными модальностями поведения. И выбираем свой индивидуальный путь. Говорит индивидуалист. Я хочу обратить внимание на то, что этот мир выглядит довольно-таки пафосным, таким серьезным, напыщенным, эпическим. Так, ща я подойду. Извините, что так часто отхожу. Ща подойду.
Танатор Алыша. Ебать! Бэнк Дик. Классно визуально было. 62 гигабайта, ё-моё. Как? Как он? Мне даже стало интересно. Что за... Ну я понял, я понял. Да я тут не открою, да, не показываю, хорошо. Понял. Это... я понял. Я понял. Я теперь максимально понял, почему он так много весит. Она 3D-шная. Видно, да, что здесь речь идет о той самой борьбе хаоса и космоса. Это противостояние Трикстера и Демиурга. Это игра о творении мира, о разрушении мира и о той, что диалектике, в которой этот мир развивается. При всем при этом патетический тон тех самых сакральных текстов сильно разбавлен черным юмором, цинизмом Гаррета, который все время не воспринимает ни одну из этих идеологий слишком близко к сердцу. Иронизирует над ними и, скажем так, не является апологетом ни одной из них. Юмор – важнейшая черта сеттинга хорошего. Это способность Короче, создать твердо и иронизировать над четко. собой. Я буду делать игру. Пиздец, я загорелся. Я даже придумал один из, скорее всего, самых выполнимых мной в одиночку визуального стиля. Это, скорее всего, будет в стиле комиксов Макса Пейна. Скорее всего, так. В Blizzard. Заметьте это, пожалуйста. Но это увидим еще и дальше. Наконец, музыка. Музыка была совершенно невероятной находкой создателей этого мира, потому что это был совершенно современный брейкбит, который был настолько неуместен ни в средневековой реальности, ни в стимпанке, ни в индустриальной антиутопии британского промышленного переворота, ни тем более в рамках этого самого древнего языческого культа. Брейкбит сразу... Смотрите, тоже этот контраст явного несоответствия музыки заявленной технологии, заявленной эпохи, заявленному уровню цивилизации, сразу нащупал очень прямую дорогу к сердцу Это игрока. да. Это все происходит здесь и сейчас. Роль, которую выполнил вот этот самый несочетаемый контраст, какой-то убийственный. Ну, для меня будет показателем, когда они уберут этот сраный говномагазин из Overwatch. И когда этот долбанный Диабло тоже перестанет быть донатной помойкой. Это будет показателем. Да. Тогда это, будет показателем того, что, скорее всего, Blizzard начнет потихоньку исцеляться, становиться таким, более-менее нормальным. Конечно, это, скорее всего, в плане прибыли будет не так хорошо. Ну, там другую какую-то тему им надо выбрать, реально. Способ монетизации. Лотбоксы реально была хорошей темой. По крайней мере, в рамках вот этого Overwatch. Ну и PvE вот это насрали, это, конечно, просто пипец. Это просто пипец. Это был край. Я каждый раз всегда заходил в Overwatch в новогодние ивенты. Никогда не пропускал. Но, после всего, что было, я туда уже вообще не суюсь. Я максимум один раз только лишь заходил вот в новогодний ивент. Не на стриме. Просто зашел, посмотрел, такой, ага, понятно, все, короче, нахуй, и ушел просто. Да, просто придурки. Такие максимальные придурки. Вот взять и все обещанное. Чистый скам. Мозгоразрывающий микс трех несочетаемых цивилизаций, приблизив тем самым игровую вселенную. Ради чего просто взяли себя похоронили? Это просто такой бред. Это реально выстрел в колено собственными руками и с собственным пистолетом.
к современному ощущению вселенной, современному ощущению реальности, который тоже состоит из разных, очень несочетаемых анклавов. И музыкальное решение, которое, конечно же, относится не только к области чистого саунд-дизайна, но еще и к сеттингу тоже, сработало ровно на ту же самую идею. Мир вора оказался удивительно жизнеспособным. Он оказался очень правдивым, несмотря на свою удивительную экспериментальность и шокирующую новизну. Не без трепета перехожу к, пожалуй, одной из наиболее легендарных игровых вселенных. Это вселенная игры Fallout, которая, действительно, я не побоюсь этого громкого слова, создала целый культ, создала целую субкультуру. После выхода игры Fallout, я имею в виду первую игру, которая вышла в 1997 году, была выпущена компанией Black Isle. Эта игра заложила каноны, в которых мы теперь воспринимаем радиоактивный постапокалипсис. Собственно, вообще, эта игра впервые подняла тему того, что же будет после. Что же будет после того, как закончится цивилизация. Эта игра не только создала канон нашего восприятия вот этих странных возможностей жизни после гибели всего, но и подала их с каким-то удивительным шармом. В этом огромный парадокс этой вселенной. Да. Вы знаете, в 80-е годы, например, люди все еще очень сильно боялись возможности атомной войны. Все еще шла холодная война, шла гонка вооружений, и подписанный договор о сокращении наступательных вооружений между Горбачевым и Рейганом воспринимался всем миром как второе пришествие Христа. Впервые тогда часы страшного суда провалились чуть ли не на 10 минут от полуночи. И это было одно из самых благодатных времен. Потому что перед этим атомной войны боялись все. Был английский фильм «Нити», «Threads». Был отечественный фильм Лопушанского «Письма мертвого человека». Был фильм «На следующее утро». Все эти фильмы однозначно давали почувствовать. После атомной войны не будет ничего. Выживших не будет. Будет только смерть. Ядерная зима, радиоактивные осадки, пепелище, деградация и постепенное исчезновение цивилизации. Это было пугало, это был жупел. Все ужасно боялись атомной войны. Fallout, казалось бы, на фоне этих страхов создал вселенную не только пугающую, циничную, но при этом еще и невероятно привлекательную. Как это удалось создателям? На самом деле у меня есть такая интересная версия. Дело в том, что Fallout — это игра о связи времен. Это игра о родительской любви. Это игра о том, что мы любим своих родителей, а родители любят нас. Объясню, как достигается такой эффект. Неожиданно. То, что я начал говорить о 80-х годах, возможно, для моего поколения это не такая далекая еще историческая реальность, да, не такая древняя история. Для людей более младшего поколения, которым сейчас 20-18 лет, это уже, конечно же, легендарные какие-то времена. Но на самом деле, в общем-то, 20 век еще свет. Да, в этом и был прикол лутбоксов. Блин, а чё мне так комп зашумел? Из-за чего? У меня в комнате так жарко, что ли? Кулеры прям закряхтели. В нашей памяти. События Карибского кризиса 60-х годов, той самой эстетики, которую вызывает Fallout. Америка 50-х, начало 60-х годов. Именно тогда сформировались ожидания относительно холодной войны и ожидания относительно возможности ядерного апокалипсиса. Страх атомной войны – это страх, присущий нашим родителям. То, что случилось в Fallout, это было то, о чем предупреждали наши родители. То, чем они жили, то, что их волновало, и то, чего они боялись больше всего на свете. Fallout мягко иронизирует над наивностью наших родителей, которые воспринимали это вот так, которые воспринимали будущее вот таким. Показывая нам некие клише, культурные стереотипы 50-х годов, Fallout предлагает нам испытать некую парадоксальную нежность по отношению к тем временам, когда страх атомной войны был наиболее актуален. Смотрите, здесь работают те же самые контрасты. Смотрите, как интересно они работают в музыке, в звуке. В самом первом вступительном ролике начинается с нежной песни «Maybe», песни тех времен. Эту песню перебивает знаменитый монолог Рона Перлмана, который зловещим голосом произносит свои жуткие фразы о том, что война никогда не меняется. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Сразу виден контраст ожидания и реальности. Как мы думали, что все это будет, и как это случилось на самом деле. Вижу вас Смотрите, рядом вызывает... красной кнопкой. Буду стрелять без предупреждения. Как только увижу вас рядом с ядерной кнопкой, я прям скажу: расстрелять их нахуй. После твоей визуальной новеллы, ебать. Не, у меня не визуальная новелла. А, типа у енота? Ну да. Некое важное ощущение правдоподобия. Нам как бы говорят, смотрите, на самом деле... Она будет занесена в запрещенную литературу, так сказать, запрещенные игры, которые запретят на Земле и на Луне. Вышло вот так. Люди ждали, что будет так, как они тогда думали. Но на самом деле все получилось гораздо страшнее. А дальше следующий этап. Но это еще не конец. Вот на этой удивительной, именно родительской ноте, да, когда мы выстраиваем связь поколений, мы понимаем, что мама и папа ошибались, они были во всем неправы. Но тем не менее связь поколений существует. Родители заложили это восприятие, они заложили даже эту ситуацию, более того. Их поколение создало возможность такого исхода.
Это странное, удивительное признание в том, что все-таки мы, человечество, едины. Нас связывает какая-то общая пуповина, связь времен. Как в игре War, вы помните? Странный микс 3 разных вот этих вот установок показал, что да, это странно, это необычно, но связь существует. Эти 3 такие разные вещи существуют в одной плоскости. Вот эти вот, да, удивительные слова из разных, абсолютно разных областей. Синий цвет, нота ля и словосочетание ни за что. Ну, условно говоря. Здесь возникает такой же эффект. Эта преемственность тянется вперед, и она дает нам парадоксальным образом какую-то надежду на то, что будет лучший исход, что цивилизация возродится. Недаром в русском переводе с трудно переводимое слово fallout, радиоактивные осадки, перевели как возрождение в русской локализации. Снова хочу отметить такую важнейшую особенность этой игровой вселенной, этого сеттинга, как юмор. Казалось бы, юмор в этой ситуации совершенно неуместен, но вселенная Fallout насквозь пронизана черным юмором, и этот черный юмор снова не только несет какую-то ноту позитивности, да, хорошего заряда вот этой надежды на возможность чего-то. Да, это юмор висельников, но это юмор живых висельников. И самое важное, что этот юмор позволяет создателям сеттинга иронизировать над самими собой. Объяснять собственные промахи, собственные слабости, собственные ошибки, собственные клише и собственные какие-то предположения о том, какой может быть вот этот самый постъядерный мир. Сделаем еще один шаг назад в прошлое, аж теперь в 1996 год, еще на год раньше, вышла потрясающая игра под названием Neverhood. Небывальщина. Пластилиновый линейный квест, который, ну, как сейчас принято говорить, многим людям взорвал мозг. В отличие от Fallout и серии Thief, Neverhood не создал такой, как бы, долгоживущей, что ли, франшизы. Он не создал... Блин, ну вот это, ну, она мне казалась безумно сложной. Так, ну, в плане, учитывая, что это квест, именно с поиском предметов и применением их на какие-то вещи, это просто лютый трэш. Ну, там так настолько неочевидные решения иногда, что это просто капец, я не знаю. Я ее не мог пройти вообще никак. Мне вообще казалось, что игра сломанная в детстве. А потом уже более сознательном возрасте я даже не пытался в нее играть. А так, ну, может, стоило бы когда-нибудь попробовать. Такой вселенной, который стал... Ну, визуальный стиль, конечно, очень сильно это вот. Благодаря такому визуальному стилю данная игра никогда не постареет, по идее. Уже порождать все новые и новые игры, все новые и новые ситуации, все новые и новые релизы. Не стал этим питательным бульоном, в котором можно уже соорудить... И музыка такая была прикольно соответствующая. Там. Я даже отчасти помню эту музыку. Она была прикольной. Ну-ка. Захотелось ее включить. Парарарарара. Ну вот это ее основная. Во, вот это. Да, вот это. Охуенная. Игру в другом жанре, игру там, из другой эпохи, с другими героями, да, вселенная работает как питательная среда и фактически продает, является главной продающей фичей. Однако вселенная Neverhood настолько яркая и показательна, что я решил взять именно ее, невзирая на то, что игра тоже древняя, и, возможно, многие из вас ее уже не очень хорошо помнят. О Neverhood очень трудно говорить спокойно, потому что в этой игре ошарашивает все. Я недаром беру примеры из 90-х годов, потому что в это золотое время было совершено очень много удивительных новаторских и революционных открытий, которыми мы до сих пор питаемся, и которые до сих пор снабжают нас какими-то яркими идеями, вдохновением, и, ну, в общем, заряжают нас прямо из прошлого. В Neverhood интересно вот что. Вот само название этой игры «Небывальщина», Neverhood, оно, особенно в сочетании с какой-то удивительной пластилиновой, безумной совершенно реальностью, действительно невиданной в мире компьютерной графики и выразительных средств, которыми игры привыкли на тот момент оперировать, что совершенно ясен посыл авторов создать некую невозможную, безумную, да, странную вселенную, альтернативную. Я хочу здесь снова отметить важнейший момент. Мы с вами создаем модель реальности с нуля. У нас оказывается уникальнейшая возможность сделать мир буквально с первой же молекулы, с первой строчки кода, с первого полигона, с первой точки на нашем концепт-арте, с первой буквы нашего сценария. Нечто абсолютно небывалое, нечто несуществующее. Мы можем сделать модель с такими правилами и законами, которые абсолютно не похожи на нашу действительность, и при этом, поскольку игра все-таки работающий механизм, она позволяет людям эти небывалые, невозможные состояния
Но главное при этом в Оверлорде сохранить эту абсурдность, этот юмор оверлордовский надо, да. С этими максимально тупыми чуваками вокруг и этими миньонами. Она больше реально как-то оставалась у тебя в памяти благодаря таким вещам. Даже не благодаря своему геймплею, там, да, типа сатира, вот именно вот, как она высмеивала всю вот эту вот тему фэнтези. Типа с этими эльфами, которые типа такие. И так далее. Ну, прикольно. Влияние, чувства, правила и законы мироустройства пережить лично. И вот, честно говоря, иногда довольно странно, что разработчики не используют это уникальнейшее свойство именно игры, как медиа. Мы создаем вселенную, где возможно абсолютно все. Но мы щедрыми пригоршнями тащим из нее и тащим узнаваемые объекты. Бля, из она нашей крутая. действительности. Не всегда это плохо, конечно, но просто иногда странно, что если у нас есть шанс. Надо будет потом посмотреть на ее Такое другие дело. работы. А почему бы сейчас не посмотреть? Так, сценарист. Рианна Пратчет нашел. Рианна Пратчет. Beyond Divinity. Ни хера себе. Она с Ларианами работала. Да она вообще жесткая. Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider занималась. Биошоком Infinite, между прочим, ничего себе. Ну, как дополнительный сценарист. С Ризаном. Ядрите в нем. Какие разные игры, вы посмотрите. Принц Перси, Mirror's Edge, Heavenly Sword. О, помню эту игру. Но не играл вообще. Ну да, она мощная. Даже Стронгхолдом занималась, ты смотри. Стронгхолдом даже. И Тхифом тоже. Да. Да-да-да. Да-да-да. Какого, природа еще даже не создавала. Мы все-таки ищем референсы и делаем там баннер. Да, баннер прекрасен, он интересен, но он уже есть. А сделать что-то такое, чего еще вообще не было, что даже Господь Бог не задумал в своем самом смелом сценарии, почему-то мы эти шансы используем довольно робко, осторожно и редко. Neverhood как раз тот самый ярчайший случай, когда сеттинг на полную катушку использует Да, вот эту уникальную возможность, которая есть у игрового разработчика, у игрового дизайна. Вселенная Neverhood не похожа ни на что. Обратите внимание, что мы сталкиваемся с проблемой того же самого Зеленого Солнца. Хорошо, мы выдумали нечто безумное, невероятное, упоротое, странное, невозможное, но как подружить с этим мозг игрока, который может отторгнуть этот высочайший концентрат, да? Концентрацию небывальщины, но просто как организм отторгает народные пересадки, народные... Ну, примерно то же самое мне случилось, скорее всего, с Neverhood'ом. Она мне реально казалась настолько безумной, нелогичной, что я просто не мог в нее поиграть, потом дропал ее из-за этого. Тела и народные. Все-таки мы хотим, чтобы нам И все популярные игры, да, ее работы все популярны. было привычно, понятно, уютно и узнаваемо. Мы хотим понимать, каким правильным игра с нами играет, на каком языке она с нами общается. Ну, это чисто, понимаешь, типа, тот такой момент, когда у нее реально есть хороший вкус, она понимает, какой проект действительно может быть успешным, и
прям влаживается в это вот конкретно, чтобы она была еще лучше. И смотрите, как гениально эту проблему решают создатели Neverhood. Шарит, да, шарит. Это игра реально. пластилиновая. Пластилин — это что-то такое из детства. То есть Neverhood сразу всем визуальным стилем и, самое главное, вот пластилиновостью. Это материя, из которой вообще во многом устроено было наше детство. Многие в детстве играли с пластилином, я уверен. И пластилин — вот та самая среда, из которой можно сделать все, как говорил Виктор Цой. Его однажды спросили, какая ваша любимая игрушка? Он сказал, пластилин. Почему, спросил в интервью? Потому что из пластилина можно было сделать все, сказал Виктор Цой. Хорошая фраза. И вот смотрите, Neverhood как бы сразу взывает к этой нашей памяти, он взывает к этому опыту детства, вот к этой мелоте, когда из пластилина можно было слепить все, как угодно, каким угодно способом. Даже сама походка нашего протагониста, эта вот неуклюжая походка, развинченная, разболтанная, это тоже походка ребенка, который только-только научился ходить и еще не вполне уверен в собственных силах. В Neverhood очень много ключей, культурных кодов из детства. То, как придуманы и устроены квесты, то, по какой логике все происходит. Это логика детства, это логика детских фантазий, детских игр. Играл квест Скуби-Ду, спидранил даже спустя время в сознательном возрасте, я даже начало не смог пройти. Ну, примерно, я думаю, что такая же история со мной случится при прохождении Петьки Василия Ивановича. Я ее тоже любил проходить. Третью часть люблю. Проходил ее. Но, скорее всего, единственная вот эта вот часть, это была третья, которую я прям любил. А остальные как-то даже, ну, не особо. Что еще было из квестов? Ну, Full Throttle, конечно, тут вообще никак мимо не пройти. Также еще Grim Fandango, по-любому, 100%. Но Grim Fandango, такая штука с ней, прям, я ее в детстве не проходил вообще до конца. И в сознательном возрасте я ее тоже играл. И как будто бы я ее прошел, я это точно помню, как будто бы точно прошел. Но потом я увидел этого Зуева, как он рассказывал про нее, там, что происходило в игре. И я просто охерел от того, что я ничего не помнил из того, что он мне рассказывал. Я такой, что, блин, я вообще играл в эту игру, типа... Не, он прям рассказывал и показывал. И из того, что он показывал, я прям такой, офигеть. А там, оказывается, история длится многие годы вперед и там прочее. Там такая объемная история, что охереть можно. И я такой, блин, офигеть. Я вообще ее проходил, типа, задумался я вдруг. Да. Еще какие квесты были? Ну, Сибири проходил, да. Потом еще... Много квестов я, проходил. Очень много. Взрослые часто не понимают детей, потому что дети на каком-то своем птичьем детском языке общаются. Они моментально договариваются от каких-то своих малышовых правил. Взрослые не могут разобраться, а дети, едва знакомые, понимают друг слово слово. То есть, смотрите, в Neverhood снова выдержан какой-то идеальный баланс странного и знакомого, логичного и бредового. Потому что в детстве мир тоже одновременно и непонятен, ну прям совсем непонятен. Для маленького ребенка многие вещи, которые очевидны для взрослых, это такие же таинственные квесты, которые необходимы, в них надо как-то разобраться. Но при этом мир еще дружелюбен. Ну, как правило, все-таки. Мы будем считать, что, конечно, у всех детство разное, но детство часто в культуре считается самой счастливой порой жизни. И ребенок, даже живущий в каких-то тяжелых... Я в детстве играл Crysis и всегда доходил до места, где надо логово инопланетян идти. Я боялся туда идти, дропал прохождение, начинал игру сначала. Прикольно. Трудных условиях пытается найти источники в этой радости. Во всем. Он играет. Мир пластичен, мир мягок. И герой Neverhood состоит из той же самой пластилиновой материи, что и мир. Это тоже какое-то вот такое интересное детское ощущение, когда я не выделен из мира. Я в нем, а мир во мне. Мы построены из одного и того же. Мы с тобой одной крови, как Маугли говорит. Ты и я. Neverhood таким образом создает вот это поразительное очарование. Дети ведь, когда играют, они порой тоже следуют в играх какой-то безумной детской логике, которая появилась в их игре буквально 5 минут назад. Они едва знакомы, они только что пришли в песочницу и начинают тут, значит, договариваться о том, как они будут играть. Взрослый не может разобраться в том, почему так странно одно следует из другого. Почему, если на себе красное платье, то ты не имеешь права водить. А для детей это нормально. Они в таком мире живут, они так это поняли. Neverhood — это игра про детство. Детство непонятное, детство странное, детство забытое, но при этом привычное, мягкое, пластичное и живое. По-прежнему все еще живое. Снова хочу заметить, насколько эта игра смешная. Как и во многих хороших сеттингах, в ней присутствует юмор, очень своеобразный. Блин. Юмор абсурда. Юмор. Он мне Neverhood сейчас продал, по идее. Он сейчас мне Neverhood продал, я хочу ее пройти. Который вообще многим пластилиновым мультфильмам, например, и играм свойственен. Такой особый пластилиновый юмор. Снова обратите внимание на потрясающий саундтрек. Мы не должны воспринимать
Вообще, когда мы работаем с сеттингом, давайте О, договоримся, что мы не сейчас имеем права говорить, что музыку в этой коробке у нас закину. саунд-дизайн, в этой коробке у нас визуальный дизайн, а в этой коробке у нас сеттинг. Нет, сеттинг обязан задействовать все, из чего состоит вот эта вот живая материя вашей игры. Музыка тоже разнообразная, странно смешная, такая чуть-чуть кривляющаяся, но очень энергичная и разнообразно живая. Он маркетолог. Ну вот она еще. Тоже работает на тему вот этой неуклюжести ребенка, на перепады настроения, на то, что бывает размеренно, бывает энергично, хочется прыгать, хочется бубнить, хочется обижаться, но все это жизнь. И саундтрек наверху прекрасно подчеркивает вот эту же самую детскую наивность и непосредственность восприятия. Подведем короткий итог. Вы заметили, что я взял 3 очень разные игры. Я взял 3 старые игры. Конечно же, мы не охватили даже тысячной доли игр с прекрасными, живыми, правдоподобными, реалистичными, увлекательными, втягивающими с первых же минут игрока сеттингами. Сеттингов хороших очень много. И те черты, которые я назвал, не исчерпывающие. Кроме них есть множество других. Я хочу обратить ваше внимание на несколько вот таких важнейших черт. Первое. Контрасты. Не бойтесь контрастов. Чрезмерно упорядоченный, чрезмерно выхолощенный, стерилизованный, рафинированный сеттинг имеет высокие шансы оказаться красивым, продуманным, проработанным, но при этом неживым. Жизнь разнообразна, жизнь нелогична, жизнь полна противоречий. Если ваша игра отражает это своеобразное качество жизни, ее шансы на вот какую-то на честность, да, на правдоподобие, на то, что ваш мир втянет игрока в себя и заставит его открыть свое сердце, вам довольно сильно возрастают. Вторая важная черта. Смотрите, связи всего со всем. Очень важно, что хороший сеттинг связывает эпохи, связывает пространство по ту сторону монитора с пространством по эту сторону монитора. Я сейчас специально не буду употреблять вот это модное выражение про Контраст. Сейчас речь о гораздо более Ну, простых это вещах. да. Просто об элементарной эмоциональной связи. О том, что мы воспринимаем этот мир как свой. И вот эта связь времен, связь культур, связь технологий, Если так связь подумать, эпох, не, она вот каким-то таинственным образом я работает. как бы прям вижу, что вот, например, вот эта вот, например, моя игра, да, насчет Тетриса, она будет дохера потешной, смешной, скорее всего, но сама-то проблема такая прям, блядь, острая, нахуй. Алкоголизм, да, типа прям. Или, ну, вот это вот незнание меры и так далее. Но она вот обязана быть, да, с юморком. Это точно. И на связь игрока с игрой. Этот вывод, конечно же, такой, может быть, не слишком пока доказан, но он и нуждается в том, чтобы его 10 раз перепроверить и уточнить. Если кто-то захочет написать критическую работу на эту тему, ему будет с чем поспорить, но это мои ощущения как человек, который спроектировал уже довольно много игр. Следующая важная черта – это чувство юмора. Мы относимся к сотворению своих вселенных часто чрезмерно серьезно. Нам кажется, что мы заняты невероятно важной ответственной работой. Мы создаем миры, мы создаем модели реальности. Надо скорее надеть какую-то свою самую серьезную кепку, надуть щеки посильнее и создать такой мир, чтобы игроки сразу поняли, здесь все по-настоящему, все серьезно. В этот мир стоит поиграть, прям по-настоящему какие-то важные замесы и проблемы происходят. Способность смеяться над собой – это вообще, как многие философы древности говорили, одна из важнейших черт, которые делают человека человеком и которые позволяют нашей культуре как-то динамически развиваться, высмеивать самих себя, высмеивать авторитеты, разрушать эти авторитеты. И, опять же, казалось бы, юмор должен разрушить важность вашей работы, серьезность, да, ощущение какой-то вот, значительности того, что вы сделали. Ничего подобного. Юмор не только не разрушит ее, но юмор позволит ей тоже постигнуть какие-то живительные нити вот, к тому, чем живет ваш игрок. Ну и последнее – музыка. Создание сеттингов, оно предельно визуально и вербально. Да? Это просто важная ошибка, которую мы часто совершаем. Мы идем либо от визуализации, прежде всего, либо от словесного описания. Вот, займусь музыкой как бы размещаем впервые. ее на карте. Мы рисуем там, какие-то Не то, примеры что архитектуры, впервые. костюмов персонажей, ну, типичный артбук по игре. Максимум, И что я кажется, делал саунд-дизайн лежит где-то в сторонке. Он как бы будет... в моей жизни в плане музыки, это, блин, я мышапил разные треки для школьных дискотек и все. Мышапы делал, типа. И то эти мышапы такие были. Ну, хотя, ну, были классные, но... Потом композитор придет, посмотрит на то, что вы придумали, и сделает такой, ну, органичный, подходящий саунд-дизайн. Но, возможно, это большая ошибка. Музыка – это такой удивительный инструмент, который вот этими таинственными законами построения музыкальной гармонии ухитряется создать какой-то универсальный код, такой ДНК вашей вселенной. Вы не сможете объяснить, почему вот именно этот музыкальный стиль, как брейкбит, например, в Воре, да, или страшный минималистичный саундтрек Моргана Fallout. Минимализм этого саундтрека прекрасно отвечал этому миру, где все разрушено. Там мало звуков, там мало вещей, которые вообще уже умеют эту музыку производить. Это мир очень не музыкальный. И Морган ухитрился подчеркнуть вот эту важнейшую постапокалиптическую черту этого мира. Да, смотрите, как интересно. Ну, а саундтрек наверху советую просто послушать. Тут слова совершенно бессильны. Ну, Еще раз, послушали, создавать конечно. сеттинги Да. удивительно, приятно, увлекательно и интересно. Практикуйтесь как можно чаще, как можно больше, но не забывайте о том, что сеттинг – это не просто приятная среда, но еще и важнейший инструмент. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну и мы подходим к практической работе, наконец-то. Do not fit monkeys. Надо пройти. Do not fit monkeys. Привет от Сани Марха. Привет, Жужу. И привет, Саня. Я что-то свое пытался делать, штук 10 звуков наклепал. Ну, нормально, нормально. Так. На примере Do Not Fit Monkeys мы продолжите осваивать навык деконструкции. Вам предстоит деконструировать игру по аналогии предыдущим заданиями. Вы убедитесь, что все, что нужно для профессиональной работы без табу, это core механики. Вы увидите, что для освещения глубоких тем и интересных переплетений сюжета не нужна огромная игра с открытым миром и бесконечными возможностями. Ознакомьтесь с игрой Do Not Fit Monkeys. Игровой опыт лучше просмотра. Если хотите, можете поиграть самостоятельно. В этой игре много концовок, они зависят от того, какие клетки вы встретите при прохождении, займет 1-2 часа. Поэтому вам могут попасться сюжеты, не вошедшие в видео. Окей. Скажи Сане, чтоб не уходил. Ебать, я пошел спать. Давай, спокойной ночи. Я на ваши теории засыпал, а тут еще и практическая работа. Ну, практическая работа как раз таки это, наоборот, самое интересное. Тут у нас будет прохождение игры. Это будет прохождение игры. Так, игровой опыт лучше просмотра. Насколько я помню, это игра про этого. Ты, короче, сидишь на этом. Ну, работаешь в новостной, как называется? Короче, ты сводишь звук и видео, по-моему, во время какой-то новостной телепередачи. И там всякое творится. Типа что-то в этом роде, по-моему. А, это был бродкаст? Окей. Ну, это, по-моему, игра... я вспомнил. Она похожа. Это игра про, по-моему... Ты смотришь на разные камеры, и там творится всякое, и ты что-то делаешь там. И там всякое разное происходит. Ну, я понял, окей. Определите жанр игры, сравните ее с 2-3 аналогами на рынке. Лучше всего сравнивать с играми того же жанра. В сравнительном анализе опирайтесь на вопросы ниши и старайтесь прикладывать ссылки на обзоры и демонстрацию геймплея. Каждый... Демонстрация геймплея. Так, каждый пункт оптимально описать в отдельном абзаце. Угу. Объем 1-2 предложения. Так, окей. Я, по идее, могу уже сейчас сделать обзор на Stanley Parable. И вот еще на Don't Feed Monkeys сделать можно будет потом. Хорошо, если вы для сравнения вы поиграете аналоги и получите свой игровой опыт, но можно составить впечатление по обзорам и записям геймплея. Поиск аналогов поможет в анализе и расширит ваш игровой кругозор, что полезно для геймдизайнера. Да. Так, штампы, цели, это мы знаем, окей. Для чего добавлена необходимость следить за характерами героя? Это здоровье, потребность во сне. Ага, сформулируйте управляющую идею. Окей. Так, сформулируйте понятие морали в контексте игры. И ответьте, как игра разрушает мораль. Объясните, почему это безнравственно, но возможно в игре. Сформулируйте проблему с помощью вопросов. Окей. Так. Штампы. Понял. Представьте, что вы... окей. Пич. В отдельном абзаце ответьте на вопрос, почему эта игра может быть интересна игрокам, в чем привлекательность нарушения моральных принципов. Вас понял. Что оценивается? Оценка личного опыта, формулирование управляющей идеи, формулирование проблемы, анализ 3 типов штампов, аргументированный ответ на вопрос, почему эта игра может быть интересна игрокам, и описание причины, по которой соблюдение... Понял. Нажмите на правом верхнем углу. Ага, все, окей. Вас понял.
Все. Будет сделано. Но знаете что? Мне сейчас хочется сделать. А какого черта у меня видеокарта так нагружена? У меня что, майнер есть? Что за хуйня? Майнер подцепил на курс. Сука. Окей. Ладно, я думаю, практической работой мы займемся завтра, наверное. Сейчас я лучше займусь вот этим дерьмом. Походу реально майнер. Ну и скорее всего, я думаю, что нам стоит... ну, я, по крайней мере, чисто хочу поиграть в какую-нибудь Тетрис игру. Тетрис игру, которая... ну, мне будет полезно, потому что я собираюсь создать Тетрис игру. В необычном сеттинге, между прочим. Это будет любопытно, мне кажется. Тетрис эффект. Тетрис эффект, да? Понял. Тетрис эффект, значит. Ладненько. Будем прощаться. Завтра насыщенный стрим будет. Поиграем обезьянок этих. И Тетрис еще порубимся. Потом будем составлять документацию по практической работе. Чертов майнер, да. Чертов майнер. Блять, это мне переустанавливать Windows надо, что ли? Пиздец. Всем пока.